я вижу тебя, почему не видно или не слышно, я не могу сказать. Честно сказать, это не от меня зависит. И Эккей нахчи ишданахтиатин, ой, ваш дасаевал, эккей безваш. Тема фую, тема та же самая. Наша Родина, наша история, все о нас. О, YouTube подключился, подтянулся YouTube. Цуантру безваш подойти, да? Хотя, брат, я по возможности читаю, что ты закидываешь. Чечен аул там указан старый и как развалины старого Чечен аула. Что мне кажется, ты тоже чуть-чуть суетолог. Не знаю, суетолог или суетолог, но почему чуть-чуть? Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Но то, что они не принимают свои эфиры, это показывает их слабость. Значит, нет у них аргументации, нет у них доводов, чтобы вас принять, выслушать, поговорить. Есть люди, которые достойны, есть те, которые, как говорится, недостойны. Саламашалду панкисут эрлай. Панкисет ирвашк саламашалду масяга. Да, духвахвал. Массу панкися ашмял болч выжрич саламашалду. Без исключения. Ирваш ду халди ярваш ду масяга дух. Ну вот ирваш тебе дадул, да, хой да муга. Ибраим ха эфире умя чуар хан сом ха онлайн гич. Дерес хэл. Да я никогда и не запрещал. Главное, чтобы культурно разговаривали, валикум салам, культурно вели дискуссию. Мы принимали всегда всех для общения. Зачем? Нам смысла нету кого-то бояться или переживать. Главное, что человек готов показать свое лицо, готов для общения, позитивного общения в историческом плане. Остальное все это, как говорится, второстепенно. Башла машу, арху, дерес, хаор, маш. Поэтому для меня, честно сказать, я ни от кого ничего не скрываю. У нас открытый аккаунт. Я иногда просто-напросто перехожу на Башлам Лайф. Вы знаете, там у меня очередь выстроилась огромная. Из таких же непонятных, конечно, людей там тоже много. Казбек, ва алейкум ассалам, хаумаш вугил. Ва алейкум салам. Да, вот ваш. Масарик салам машалду. Я, наверное, пятничные эфир посвятим ответы на вопросы, которые есть, которые нас волнуют, актуальные. Башлам, когда был имам Шамиль и его наябы, в каком языке с друг другом объяснялись? Имам Шамиль пришел к нам в 1839 году. Хамди моги. Альхамдулилля, ваша дадвах что. Пришел, когда потерпел поражение под Ахульго, скрылся на территории Нохчичуя в 1839 году раненым. Разные источники. Где-то говорится 4 человека, где-то говорится 7 человек, которые пришли, его встретили непосредственно Нохчи наябы, уже после стали наябы Иса Гендер-Гноевский и один из представителей Биноевского тейпа, кто-то говорит Салтамурадыч, Орому, Шеше, Олыс, после чего салам алейкум Башлам прокомментировал рапорт про шейха Мансура, нельзя вернуть в могилу его свою родину. Ответим и на этот вопрос. Ой, ваш Амаду, Данахтиатин, Амад, Даса, Юэл, Дадухуахуан. Смотрите, пришел в 839 году,
Его потом подлечили. Сперва он скрывался в Биное, потом говорят, что в Шатое. И его непосредственно после решения, обсуждения уже ближе к 39-му или к 40-му году уже выбрали имамом Чечни и Дагестана в 1800, уже ближе к 40-му году, если я не ошибаюсь. После этого на каком языке говорили? Поскольку вначале все, кто окружал его, были чисто нохчи, говорили нохчи, и переводчик, который разговаривал на русском, перевод делал с чеченского на аварский, переводчик был. Так, Юсуп. Юхадел рез хилхон ваша от ширди. Ширди без зла. Ю подключиться ден. Дерез хил ширди. Да, дальше. Как можно Так, что касается по вопросу возвращения могилы шейха Мансура. Доподлинно неизвестно, где захоронен шейх Мансур. Я уверен, и на это было выделено огромное желание, и любые финансы не пожалел бы и наш глава Чеченской Республики, чтобы вернуть и захоронить его на родине. Но никто не знает, где захоронен шейх Мансур. И это большая проблема и трагедия для нашего народа. Где-то захоронен, но где захоронен, неизвестно. Как можно поставить человека не из твоего народа, имея столько храбрых людей из числа нашего народа на дальновидные? Нет, неправильно. Там была стратегия. Не забывайте, что со всех сторон Чечня была окружена. Со всех сторон, вот, вне всякого исключения. Единственный один проход оставался только вот юго-восточный проход, это через территории, Сюйлю территории. Остальное вокруг кольцо уже замыкалось. Даже со стороны Грузии кольцо вот такое было закрыто царскими войсками. И выход был один. Плюс. Во-вторых, война уже в то время давно шла. Со времен шейха Мансура фактически и не переставала на Кавказе идти война по разным, как говорится, партизанская война шла. То здесь, то там. Не забывайте, что о первом имаме Кавказа, шейх Мансуре, о Бейбулате Таймиев, гроза Кавказа. Так сказать, первый более или менее известный политик, военный, политический деятель Бейбулат Таймиев. Вот, и остальные храбрые воины нашего народа, которые вели сопротивление в то время в их понимании, против завоевания царской России, которая распространяла свою экспансию дальше, вплоть до Персии. Некоторые историки утверждают, что Кавказ это было лишь препятствие для того, чтобы прорубить, как говорится, путь в Индию. Но это вот их понимание. Имперские взгляды были такие. У Великобритании был доступ к Индии через морские порта, а вот Россия хотела через сухопутную территорию как-то вот добраться до Индии, в принципе, расширяя тем самым свои границы. Это вот, как говорится, про российские историки так говорят в основном. Наши же историки считают, что вот просто-напросто расширение, укрепление идет Российской империи, как и в то время такую же политику вела Отtomанская Турция, такую же политику вела и царская Персия, персидские шахи вели. То здесь столкнулись на Кавказе интересы трех империй. Об этом мы говорили раньше. И плюс ко всему, имам Шамиль уже имел опыт боевых действий, то есть это не первый, уже 4-й год был имамом, непосредственно 4 года после Габзатбека или Гази Мухаммада, 3-й имам Дагестана он был непосредственно. Поскольку у него был опыт и в понимании стратегическом боевых действий, тот, кто понимает, как воевать, и объединившись, чем больше расширение происходит, объединяется, сопротивление должно было быть дольше. И они не ошиблись. Кстати, вы многие говорите, почему своего не поставили своего. Этот ход позволил, хорошо ли это, плохо ли, эта война продлилась еще 20 лет.
все время сопротивления и боевых действий было 25 лет. Ни одна империя, даже Западная империя, не получала, так сказать, такого количества военных на своей территории. К концу уже пленение или взятие в плен, или там сдачи Шамиля в 1859-60 году считалось, что на Кавказе по разным источникам, официальным говорится о 260 тысячах военных, профессиональных военных, не считая уже вольных, нанятых контрактников, я уже не имею в виду. По некоторым кавказским источникам и данным некоторых историков, до 360 тысяч. То есть даже против наполеоновской Франции не было столько войск выдвинуто, сколько на Кавказе. Ну, вы должны понимать, насколько мощная сила была на Кавказе в то время в царской России. И сопротивление оказать партизанскую войну, это, конечно, может и длилось и долго. Но так объединились вместе, и наши предки были глупыми, говорить это неправильно. Это в понимании, в национальном понимании это было так. Но я думаю, что пользы, это мое мнение лично, конечно, как гипотеза такая, возможно бы это продлилось бы намного больше, если бы не было другого фактора некой, вы знаете, да, становление было теократического государства, а тут получалось шариатское государство, которое нужно было жестко решать и по шариатскому праву. А это было для чеченцев, особенно южных чеченцев, юго-западных чеченцев, очень, как говорится, не привыкшие никогда прогибаться, и тем более всегда относившиеся с презрением, особенно к той области. Так, по крайней мере, говорят и полевые материалы. Они не привыкли, чтобы какие-то силы там пришли и наказывали. Но факт остается фактом. И это и долгая кровопролитная война, которая фактически вывела на грань вымирания и уничтожения нашего народа, привела к тому, что начали отказываться. Да и царская Россия уже начала отказываться от своих первостепенных идей. Они начали уже говорить, вам оставят оружие. Неважно, что выполнили, не выполнили, это другое. Им оставляли звания наибом, оставляли земли, разрешали носить оружие. Главное, чтобы не воевали и отказались от Шамиля. То есть все условия создавались, все делалось, и Борятинским делалось, и Воронцовым, всем те, которые по мере возможности, конечно, использовали все варианты для того, чтобы эта долгая кровопролитная война на Кавказе закончилась наконец-то. Закончилась, или, по крайней мере, в Петербург были направлены хорошие вести и, само собой, чины, погоны и так далее, и тому подобное, награждение, чтобы было. Вот применялась всякая методология. Поэтому я не считаю правильным говорить или оскорблять наших предков. Это мы сегодня со своего барского плеча можем говорить, что это правильно, неправильно. Уэйник Хаджин, Уэйник. Ну, у нас был шейх Мансур, был бы и Булат Таймиев. Что происходило? Уэйник, чудо, одни поддерживают, другие не поддерживают. Это вечный наш бич. И на сегодняшний день еле-еле мы вот сейчас понимаем, что нам свое нужно держать. Именно Уэйник Вещевой. Бойсхар Биноевский тоже был после него 2 года, он возглавлял восстание. Вот. Алибек Зандакский тоже самое считается последним имамом, и последний имам. Но кто шел за ними все? И у нас как получалось? Если ты завоевания делал какие-то большие, все за тобой люди шли. Стоило один раз проиграть, все, да, серьезно, да, проиграли. Только за победителем. Вот у нас вот такое вот понятие было. То же самое и с Шамилем. Так, дальше. У имама Шамиля и Кунтхачи дал Эли Гуч Тойцун Церцха Олсон Ханнаб Яхарбади Бауду. Ну, так, я сейчас многие вещи пропущу, я слишком много говорил, поэтому сейчас выбор на Шамиля был с точки зрения религии. Нет, это неправда. Он не был с точки зрения религии, это неправда. Ислам во времена Шамиля уже в Чечне был.
и проник он глубоко. Но другое дело, готовы ли мы были к шариатскому правлению, это совсем другое. Почему в русской Википедии написано, что 18? Потому что вот такие безграмотные люди записывают статейки, которые не знают своей истории, ни больше, ни меньше. Передай ему тот, кто написал это в Википедии, 2 с минусом. Ассаламу алейкум башлам, цатигер дух Ахмад Энгно, дерес хилдал сидош масера. Поэтому, прежде чем говорить, ислам в Чечню, но в Чечню проник еще ближе к 9-10 веку. Массового характера просто были некоторые зачатки, валикум салам, язычества в нашей горной части, южной части. То есть имеется в виду, ислам проник туда, но полноценно, чтобы перешли уже к исламу, это, конечно же, то есть при шариатском правлении, то есть чтобы выполнялись полностью законы. Потому что говорить о том, что проник ислам в Чечню во время из-за ислама, неправда это все. Почему? Шейх Мансур был до имама Шамиля до 40 или 50 лет ранее, и шейх Мансур распространял ислам. Опять говорил: возвращайтесь к исламу, возвращайтесь к исламу. Дин теец, хайрах дит, люля маиз, лачхум шляч маи. Вот это все вот основными из правил, самых главных правил ислама вводились в обиход шейх Мансуром, первым имамом Кавказа. И об этом все знают, и об этом пишут. Даже несмотря на то, что его не любили многие царские войска, но они это пишут, что лжепророк призывал к этому. Самая северная башня, мы поняли Гуно, самая северная башня находилась в Озми Буарз в Толстой юрте. Нахчи никогда не были язычниками, потому что мы чтили огонь, но не верили в него как Бога. Ваша, чтили огонь, это и есть язычники. Не в прямом, как вам нравится. Ну, факт остается, это Башлам, стоила ли эта война поставить себя во главе Шамиля? Ваша, я не могу сказать, стоило ли. Сегодня мы можем спорить об этом очень долго. Ни одна война не стоит жертв человеческих, если она не на пути Всевышнего Аллаха. Среди них были те, которые верили в то, что это на пути Всевышнего Аллаха. И они воевали не за Шамиля, не за Дагестан. Они воевали за свободу, за свою религию, за свою родину. И началось это не во время имама Шамиля, 3-го имама Кавказа, Дагестана, Чечни и Дагестана, а именно во времена шейха Мансура, 1-го имама Кавказа, который зажег пламенные сердца, начиная с Адыгеи, самой западной части Кавказа, и заканчивая Азербайджаном. Поэтому я не считаю, правильно ли, нам судить это сегодня, ведь мы сегодня гордимся победами, имеется в виду историческими победами Шуайб Муллы Цинтароевского, Талхига, Батукоп Хамтоевского, Шатоевского дефизма. Батукоп Шатоевский, Иса Гендер-Гноевский. Вот сколько их было. Байсангур, наша, все, как говорится, Биноевский. Наш первый революционер Зелимхан Харачоевский. Несгибаемый Бейбулат Таймиев. Сколько героев родила на свет эта Кавказская война. И вы сегодня говорите, стоило ли это всего? Конечно, стоило. Конечно, стоило. Хорошо ли, плохо, это уже другой вопрос. Но это наши герои. И после появились точно так же, пожертвуя своими жизнями, появились такие герои. Алдам Гези, Берш Шейх. Их сколько можно перечислить? Понимаете? Их очень много. Улуби, Дзумсоевский, Мел Муалныш, Мел Джавадхан Даргоевский. Их всех не перечислишь. Лучшие сыны нашего народа отдали свои жизни за свободу. В то время понятие было свобода.
Ведь они воевали точно так же и против персов воевали, и против Сюли воевали, и против Гюржи воевали. Тут речь не идет именно против царской России. Воевали против всех, кто бы не посягал на нашу территорию. Это история. Против монголов воевали, против Тамерлана воевали. Против любого захватчика воевали. Такова история. Да, если бы поддержали дикие, я согласен. Если бы поддержали и все бы окружили Бейбулата Таймеевского, это было бы великолепно. Поддержали бы все Байсангура Биноевского. Это просто кремень, понимаете? Чугун, Сталин, не знаю, это кремень просто. Это настолько волевой человек был. Это сегодня в современном мире, даже сегодня, представьте себе, человек наполовину одноглазый, однорукий, одноногий, что этот человек, несгибаемый Байсангур, шел до конца. И как героически он отдал свою жизнь. Нохчи кунах, си дочь даван с тобой. Алибек Хаджи Зандакский, Нохчи Луам, чтобы не погиб его народ, ему обещали, если ты сдашься, больше не будет репрессий. Сдался, молодой, красивый, до того берж зантхуах и лошони. Повесили. Улубей Мулла, Ташу Хаджи, несгибаемый Ташу Хаджи, воин, который со своими проповедями доходил до самой Адыгеи. Ачерхаджи, бесстрашный Ачерхаджи. Сколько их можно здесь говорить, и мы не перестанем о них говорить. У этих людей не было понятия, это не как сегодня, это исторически. Это исторически, понимаете? Алибек Хаджи Зандакский вас, потому что так проще было понять, чтобы было понятно для всех. И такие войны рождались на нашей родине всегда. Они были, они есть и остаются. Сегодня мы можем сказать, что плохо или хорошо. А разве Топа Чермоев не был достойный представитель нашего народа? Был. А разве Асламбек Шарипов не был достойный сын своего народа? Шейх Дени Арсанов не был достойный сын своего народа? Сколько их можно перечислять? Асбах, я и говорю, Шуайб Мулла Цинтароевский. Их сколько? Надо об этом знать. Наш народ обманывали. Но, дикий, если мы сегодня не будем понимать, и сегодня не будем призывать своих молодых людей, чтобы не велись на провокациях, не велись на лжи, чтобы любой... Это все. Пример оставили наши предки для примера много чего. Хорошего, плохого, много чего оставили. Понимаете? Это одно дело болтать, языком чесать, говорить там, мы там такие-сякие, а сам даже, грубо говоря, вилку не поднял. Для того, чтобы как-то поработать. Сколько селений было сожжено. И невосстановленных селений. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Тут с какой стороны бы ты ни посмотрел, достойные сыны нашего народа всегда были, есть и будут. Проблема в том, что из-за нашей безграмотности, я не всех, конечно, имею в виду, мы не фиксировали, не записывали их. И это большая проблема. Чужды, еще раз назовешь мне этого морального дегенерата больного? Очень доудердон. Маицю и Газмаиц, ни он, ни Лаудаев никогда не были героями и не будут героями нашего народа.
У нас есть герои, есть антигерои. Благо антигероев десятки, сотни, тысяч раз меньше, чем героев. Нужно об этом знать. А что касается того, что кто для нас сегодня является рыцарем, кто является для нас настоящим национальным героем, вы можете понять это по их делам. Это всегда было, будет и есть. Вот. Поэтому про флаги лучше у меня не спрашивайте. Флаг для меня это тема не самая лучшая. Не забывайте. Самое главное не забывайте. Хохнохчик оман балевеллагуй, тот, кто был антигероем, его сами же, свои люди убивали. В основном сами свои убивали. Этих всех антигероев. Не забывайте об этом никогда. И в этом есть характер и дух нашего народа. Нахан балевали, шик оман балевали, ишти гвачар шаш тавахшилал. Не знаю, раздутая, не раздутая, но сюг хуза ведь уж халдатская. Зелимхан похоронен в Шалях, если я не ошибаюсь. Шейла умячился. Исмайли Дуда, сподвижники, правая рука Бейбулата Таймиева из Урус-Мартан. У Бейбулата Таймиева очень много было соратников. Он был очень такой справедливый и хороший политик. Насколько я знаю, вроде бы он в Шалях похоронен. Зелимхан Харачоевский. Шейлау. Зелимхан Харачоевский это легенда. Это легенда нашего народа. Это вот по сути, если ты начнешь перечислять, вроде кажется мало, но на самом деле этих людей, если бы о каждом написать книгу, Мелхистан, Шейладу. Башлам, оправдали, что Зелимхан укрывался определенное время в Ингушетии. Шейла давали, ну, кешниш тадина до, чурт тадина до, Зелим давали, метти георшушун. Шейла давали, ну, Зелим. К Авторханову я отношусь... Как люди относятся к Солженицыну? Как люди относятся к Сахарову? Как русские люди относятся к Гумилеву? Как люди относятся к Достоевскому? Точно так же я отношусь к Авторханову. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хорошо или плохо? Как русский народ относится к Достоевскому? Вот точно так же я отношусь к Авторханову. Башлам, в Иордании есть герой Фарид Ахмад Абдул Хамид Аш-Шишани. Иордания, Урду-Махка, достойные сыны нашего народа, и они показали себя как лучшие. Очень много. Согалцевелла, Бенуай, Шуануай, Уардлуай, Аларуай, они себя очень хорошо показали и там. И кто-то задонатил. Я не вижу имени, но донат дошел. Аллах да асаавел, да духдахтуэл. Башлам, знаешь такого персонажа, как Абу Кавказ, он там пургует? Нет, я не знаю Абу Кавказ. Liberty Fly, нет, поверь мне, к Достоевскому, Солженицыну в России достойные, настоящие патриоты относятся очень хорошо. Кстати, и Солженицын, и Достоевский оба жили и за границей, и жили и дома.
хорошо или плохо, относятся великолепно. Точно так же я отношусь и к своему представителю своего народа. Авторханов для меня герой. Такой же, как и Солженицын, такой же, как и Достоевский. Да, они мировые личности, не спорю. Достоевский это мировой классик. Толстой это мировой классик. Это оба два писателя, которых я очень уважаю. Абу Кавказа это Адам. Не знаю, не смотрю никакого Абу Кавказа и каких-то мутников я не смотрю. Как считаешь, Башлам, можно ли провести параллели между эпохой Бейбулата Таймиева и нашей, в которой мы живем именно политически? Думаю, что да. Думаю, что да. Может быть, я немножко сильно скажу это, но я бы сравнил бы Бейбулата Таймиева с нашим, так сказать, ныне покойным Ахмадом Хаджи Кадыровым. Вот с ним бы я сравнил. Гениальный политик, стратег и много чего сделал для своей родины. И Бейбулат Таймиев, и Ахмад Хаджи. Каждый по-разному относится, но это, если провести параллель, то можно. Каждый может соглашаться, кто-то согласится, кто-то не согласится, но это дело каждого. Башлам, ты слышал, что президент Америки сказал, что любимый писатель это Авторханов? Нет, не слышал. Пока не увидел документа, пока не увижу, Рейган сказал. А пока не увижу какой-либо документ, Дикий, я в такие сказки уже столько. Я слышал, что и Трамп тоже ногти убол. Поэтому я такие вещи не сильно верю уже. Да, вот, я не знаю, кто, 3 доната было, и сейчас последний только что дошел. Сунцагай Хангарду, имя здесь не написано, но просто анонимно кто-то задонатил. Аллах да аса, все, кто не забывает поддерживать наш канал, дал съедовшу, дал саду. Но ты спросил про аналогию, я тебе сказал про аналогию. Другой аналогии я просто-напросто не вижу. Так, Лема 085. Ай, Акинский Берзлай, Ошкечо, Эк Берзлай. Нет, я никогда не делил и не собираюсь делить ни европейских ногчей, ни казахстанские. Все ногчи со всего мира это один единый монолитный народ. Тхоцаду, яцандег о ядук тардац. Фиттандеш болнах, они не имеют ни религии, ничего. Ни нации. В интернете есть, это ему задали 3 вопроса. Любимый певец, любимый актер и любимый писатель. Любимый писатель, он сказал, Авторханов. Если есть в интернете, скинь мне ссылку, обязательно сделаем про это статью. Хусейн мой Буарзиу. Хусейн, инстинкция или нас? Хасан Мацелерас? Нет, про Рейгана. Он сказал Рейган. Суетологи, ах ты ж хитрец-то какой. Хитро, хитро. Когда выбирали Шамиля имамом в Урус-Мартане, Айса Гендергнойский, Исмаил Дуда был против. Это неправда. Айса Гендергнойский не был против. Во-первых, Айса Гендергнойский был один из тех, кто выдвинул его. Он был инициатором того, чтобы объединиться вместе с Юлей. Это был единственный коридор, если что, чтобы могли и уходить. Это раз, уйти дальше. А во-вторых, при объединении они считали, что сопротивление будет намного дольше, поскольку имам Шабиль был хорошим стратегом и умел воевать. И под чужим руководством, что наш народ объединится. Абали мавальна хавая. Ты кто такой? Так и случилось. Иса Гендергнойский не был противником. Это неправда. По крайней мере, я таких документов не видел никогда. Иса Гендергноевский, Байсангур Биноевский, Салтамурат Биноевский, они были
Батуко Шатоевский, Памтоевский, они были самые сильные, кто поддерживал Шамиля. Он очень их любил. И Шуайб Мулла Цинтароевский. Поэтому явно ты прочитал не так, как надо прочитать. Это были его одним из самых любимцев, и они никогда от него не отказывались. И Талхик был точно так же, Курчалоевский. Вот. Я знаю, что в последнее время пытаются очень написать плохо или задеть Талхига, но поверьте мне, Талхик был достойным наибом и сильным воином, и достойно представлял наш народ. Как бы ни пытались, Дуда, может быть, был против, я не говорил, а я Айса Гендригноевский сказал. Как бы ни пытались объединить кавказские народы, никогда не получится, не получилось, по-моему, в истории этого поддержания. Да, конечно, никогда. Был на то есть пример, великолепный пример, хотя и многие Турции, многие страны другие принимали, допустим, Горскую республику. Это была солянка, Топа Чермоев, там председатель правительства, там был ингуш, там один другой, там азербайджанец, министр, там другой. То есть разные были национальности. И что произошло? Как вы думаете? Ну, не продержались там, максимум сколько он, год-два продержался, больше не продержались, начали расходиться. У каждого свои интересы, национальные интересы, и вот так и разошлись. Ну, конечно же, не обошлось и без грамотной политики, тех, кто имел свое, как говорится, мнение насчет Кавказа, они приложили к этому усилия. Пришлые никогда не останутся наедине с коренными. Ну, пришлые очень сильно хотят использовать коренные народы и их героев, и пытаются очень сильно маскироваться. И стоит отдать должное, пришлые пришлым рознь, честно сказать. Тут тоже не стоит забывать. Есть достойные, есть менее достойные. Есть некоторые любители всего английского, которые любят так и норовят говорить, что вот, если бы мы были бы с англичанами, если бы мы были бы с немцами. Это как вот эта тема, если бы мы, демотиватор, если бы Гитлер бы выиграл, мы все бы ездили на Мерседесах. Ну, тут есть большие сомнения, чтобы все ездили на Мерседесах. Но на Мерседесах мы и так ездим, несмотря на то, что Гитлер проиграл. И это не зависит от того, что выиграл, проиграл. Тут зависит от человека, от трудолюбия, от того, что он делает высшим образом. А нам, Нокчи, есть великолепный пример. Вайкоман долда дизвей, вайгоуши бартхал бизвей, ара болчер, чуах болчер, вайхум кайладокш. Видите что? Та проблема уж, та амдачун. Вот, та яхиладачун. И не забывайте, насчет объединения Кавказа, объединились адыги и чеченцы, некоторые кумыки. В этом союзе аварцы отказались, допустим. Не все отказались, часть аварцев пришли, а Нуцелхан как там его, Умахан, Нуцелхан, или я не знаю как его, он отказался, сказал, что Россия большая империя, и что воевать против него бесполезно, и так далее, и тому подобное. Мало того, что отказался, есть документы, вроде бы он сразу же после этого отправил посыльного, что он хочет добровольно войти в состав. И по переписи 1833 года вроде бы говорится о том, что аварцы входят как в состав России входит, так они записаны. По крайней мере, этот народ записан так, по одному документу. Может, не по всем, но Башлам полностью согласен, нам бы надо быть единой. Единство – это неразделимое. Единство в понимании этого. Массан хил Аллах резан, салам маршал, изведено бюстик хил башлам. Веднар безлашк массалик салам маршал. Очень сильный союз именно во время Кавказской войны был Запада и Востока. Это было чечено-черкесское объединение именно во времена шейха Мансура. Башлам, так в итоге есть или нет документально зафиксированы уничтоженные ингушские селения из Азеримхана
Или это на уровне рассказов? Ну, Вежри, если есть люди, которые были депортированы, которые не сдали его и высланы в Сибирь, возможно, есть сожженные селения, зная политику царской России, сегодня говорить, что этого не было, я не могу, допустим. Зелимхан укрывался он везде, где мог, по мере возможности. Сегодня про Зелимхана Харачоевского, как описал достойный представитель соседей, о легенде о Зелимхане Харачоевском ходили же не только по Чечне и Ингушетии. Вот. Дошлам, а высланные люди были 300 человек. Я про количество людей точно сказать не могу. Я не буду, знаю, что очень сильно любят некоторые преувеличивать, точно сказать не могу. Про 300 человек я не могу сказать. Хорошо, но что, ажр онсу. Их вернули через 1,5 года и сутки. Кейтер Сарегин, Симаз, возможно, конечно. Точно так же и мухаджиры, которые были в основном, которые ушли в 1865 году, 5000 семей Нохчи и 100 семей ингушских. Говорят, что большинство из ингушских семей вернулись обратно, получили разрешение, добро, потому что поехали в Петербург, в парламент, попросили у царя, чтобы разрешить вернуться на родные земли ингушам, которые уехали. Им разрешили, а карабулакам Уарстхуай не разрешили. Об этом был документ, мы его печатали. Вот, ингушам было разрешено, а вот Уарстхуай не было. О чеченцах и речи быть не могло, само собой. Какой вар в Чечне самый большой? В Чечне самый большой вар это Нохчикам. Нету никаких варов, тайпов, которые важнее всего, как говорится, Башлам Данат, Байсангур, Вар, Далси Дуэл, ДРС Хил Байсангур, Аятен, Данат Тела. Последний Аятен Хауваря, Далсаю, Дадухуа Хуэл. Я знаю, Шхакача Ко'ю, и третьего я просто не увидел. Кто, где, поэтому поблагодарил всех, кто помогает поддерживать наш канал. Так. Любые вопросы, которые маломальски пытаются разделить наш народ, я их буду отвечать так, как я считаю нужным. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бейной, да, духдах, дуэл. Ой, я же сказал, кто какие запрос отправлен, я принимаю. Вопросы какие задают, я отвечаю. У меня нету привычки приписывать чужие народы к своему народу. Нохчевек, нохчу, эрду, ворчун, лучше у меня не спрашивайте. Идите, спросите тем, кто любит там приписывать кого угодно. Это не ко мне. Валлахи, эрдац, ща ворчвегам, нохчичун приписать вора, это зьедарбех и умдац. Почему там Мамакаев сделал или кто-либо сделал, что там выбор на Шамиля был с точки зрения религии. Это я говорил. Башлам. Не думаю, что Зелимхан дал бы из-за себя целые села жить. Он и не дал, Эжри. Он и не дал. Я не считаю, что вот это я не считаю правильным. Когда Зелимхан узнал, уже начали говорить об этом, доносить, и его друзья сказали, он ушел оттуда. Тут нету понятия. Это вот сейчас появились вот эти сказки о том, что он дал жечь села, дал депортировать людей. Нет, конечно. Да и никто бы не дал.
Когда он понял, что есть опасность, он взял, они перешли в другое место, переехали. Есть же рассказы, его дочери сохранился. К Зелимхану относились, как бы не было, что кто бы его не убил. Хотя кровник его, считается, был этот Кибиров Осетин. Но семью-то Зелимхана и Буру встречали, когда каждые люди встречали по-разному. Весь народ рассказывали, что вышел на улицу, когда говорили, что семья Зелимхана ведут там задержанная и ведут ее там в место ареста. По-разному каждый человек встречал. Поэтому, не знаю, писателей сейчас много, но историков, к сожалению, очень мало. Это крылатая фраза, можете ее зафиксировать. Писателей много, а историков мало. Быть писателем — это просто собрать кучку документов, напечатать в красивые обложки и книга. А вот проанализировать, узнать все плюсы, минусы, таких историков сейчас очень мало. Все ангажированы. Кто заказывает музыку, тот и танцует девушку, дарец. Кто платит, тот и танцует девушку. Вот так по жизни. Меня же в этом и упрекали, говорили, если... как говорили, что мне платят за то, что я провожу эфиры. А потом не нашли нигде ни одного доказательства, что мне кто-то платит за эфиры. Начали говорить, что мне якобы с Европы чеченцы присылают донаты, и что я вот за эти донаты провожу эфиры. Но это тоже не подтвердилось, потому что даже вот домашние ногчи, которые помогают нашему каналу, если их 5-6, то с Европы 1 человек донатит. Это тоже не подтвердилось. И теперь уже к чему бы ни прикоснулись, начали нести всякую ересь. Не стоит это верить. Дек дольшту. Зелима, еще раз я вам повторю, все, кто говорит плохое про Зелимхана, все, кто говорит про Байсангура, шейх Мансура, Джавадхана, всех Дудава или Батукова или Элхигова, они не стоят даже пыли с их ботинков. Это настолько завистники, настолько подлые, шакалам эрдацас, но они шакал по сравнению с ними благородное животное. Это, знаете, как может какой-то трус неизвестного происхождения, грубо говоря, осуждать национальных героев другого народа? Одно дело, если ты там сам критически так мыслишь и можешь говорить там суждение. Только ногчий народ может сам судить и говорить, хорошо ли, плохо поступал Зелимхан, хорошо ли, плохо поступал Байсангур Биноевский. Потому что это наша проблема и наша земля, наша родина. Они не воевали за пределами, они не воевали за чужую родину. И его осуждать, если бы, допустим, они это делали бы где-то там, не знаю, на Балканах, тогда можно было бы. А так, эти люди защищали свою родину, у себя дома были. И какая-то, грубо говоря, извините меня вот за такое общение, вонючка, которая свой пердак не может поднять от лени с дивана, будет сегодня обсуждать национальных героев чеченского народа. Поэтому, я думаю, немножко смешно. Дальше. Только враги чеченского народа могут говорить плохо про чеченских героев, про кавказских героев 19 века, Кавказской войны. Только потомки служилых холопов крепостных России, верные до сих пор присяги. Башлам, почему столько нелюбви к нам
Мы же ничего не сделали, соседи только помогали, чем могли. Не знаю. Зависть, подлость, комплексы неполноценности. Я считаю только так. По-другому я никак не могу назвать. У меня никогда нету дела до соседних героев. Реально нету. Если он непосредственно не соприкасался с моей историей, мне дела нету до него. Я никогда в жизни и не попытаюсь чужого себе забрать. Есть какие-то спорные моменты, где мы там обсуждаем Ташу Хаджи Саисанского, допустим. А Черхаджи я уже не обсуждаю, а Черхаджи уже понятно. Вот. Ну, здесь нужно доказывать, здесь нужно искать истину. Истина у Всевышнего Аллаха. Но историки, исследователи, они ищут. А когда ты ищешь, нужно быть осторожнее. Так, говорить, Гитлер был там этого типа, Чингисхан был нашего происхождения. Такие вещи я не признаю. И не признавал, потому что это вот те же самые норнийцы. Разницы нету, какой национальности. Из области фантастики, там, я не знаю, яйца динозавра, драконы, в котором 50 тысяч лет и так далее. Это не ко мне. Для этого есть свои фантастические какие-то паблики, блогеры. Идите к ним и там с ними тусуйтесь. Вот. Реально, что может привести, к чему это может привести, какие исторические параллели мы можем произвести, это уже ближе ко мне. Теория заговора очень сложная тема, конечно, ее можно обсуждать, но с кем? Привет, Софика. Алейкум ассалам, Софика. Вот. А так, да. Короче, кучкозаврики мне не столько интересны, честно сказать. Вот, поэтому. А так готов говорить, спорить, обсуждать о наболевшем, о важном, нужном. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Что вы за люди? Хотя бы... Башлам, а ты веришь в динозавров? Ну, верю, конечно. Но что они были здесь, не верю, а динозавров верю, потому что доказательства есть. Что их не было, я спрашивал у религиозных деятелей по исламу о том, что их не было. Говорить, конечно, нельзя. Были, климат был иной, были динозавры, как их назвали, все остальное, это уже не суть важно. В динозавров верю, а вот в уфологию не верю. Уфологию не верю, не связываю, хотя многие клянутся, божатся, что это есть, но уфологам я не верю, честно скажу. Уфология это явно не моя тема. Нет, парк юрского периода это просто голливудский фильм. Уфология, что это? Уфология это летающие тарелки и инопланетяне. Я не уверен. Я не уверен, что это теория Дарвина про динозавров. Яйца же находили когда-то. Башлам. Говорят, динозавры обитали на территории современной. Даже останки нашли, не знаю, насколько. Но об этом я и говорю. Останки-то есть, находят. Поэтому не верить этому очень странно. Жалко, что, конечно же, верят в динозавров, все верят. А вот огромные люди, которые были, которые и в Коране, и в хадисах описываются как адиты, вот в их не верят. И задонатил один наш брат. Сообщение. Задонатил от Мансур. Донат. Один из 95. Башлам Бог. Он дал си дуэл ха Мансур. Аллах дал са дуэл. Бодиснек эзачка сов дуэлил. Дал диканс бекам буэл хан. Да, клаяцерна голдерна. Уважаемые мои друзья, мне нужно сейчас, час закончился. Мне нужно перезагрузить свой
эфир. Мы продолжим буквально через 2 минуты. Дайте мне 2 минуты, я пополню быстро эфир, и мы продолжим. Если будут запросы на эфир прямой, я обязательно приму, и мы пообщаемся. Не уходите, не теряйтесь. Я перезагружу, и мы продолжим. Мансур, да, духуахуа. В первой части нашего эфира было 447 человека. Зашли, посетили наш эфир. И мы продолжаем свой эфир. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Масярик салам маршаллах. Да, борода делает тебя взрослее. Ва алейкум ассалам. Ой, ладу штук башлам. Башлам, у тебя талант вести эфиры, подача материала. Самое главное, не устаешь смотреть, не надоедает. Ислам ДРС Хил. Материалы у нас там будут и посвежее, и получше, я вам обещаю. Просто вы должны понимать, какие вопросы, такие ответы. То есть, кому что интересно. Каждый задает вопросы, если они в рамках дозволенного, там, не переходят там, какие-то, грубо говоря, оскорбления, мы, иншаллах, отвечаем на вопросы, ни от кого ничего не скрываем. И к нам запрос. Ассалам. Салам алейкум, Башлан. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. О, худу. Alhamdulillah. Дыку. Муслим, Аллах, вы дай сайху ясмоваться, движухи аматься. Движуха, хай, пока ватс. Нормально все. Слушай, я моментами, короче, тебя сейчас слушал, как бы, да, то есть те темы, которые ты обсуждал, чтобы там как бы не перескакивать. Единственное, я не знаю, о чем вы как бы говорили, какие-то вопросы задавали. Как бы, да, то есть мои какие-то интересующие вопросы я тебе уже озвучивал, да, как бы, и сейчас хотел бы, как бы, поднять именно там темы такие, которые мне, например, интересны, так как я, например, как бы, в каких-то там областях, например, вообще, как бы, думаю, то есть у меня информации нету, я не знаю, то есть о тебе я знаю только то, что ты, как бы, как ты сказал, общественный деятель, имеется в виду, то есть ты интересуешься этой темой, то есть ты об этом знаешь, я, например, об этом не знаю, да, и то, что я, например, не знаю, никогда не буду лезть там и говорить там, да, или спорить за что-то, или там, ну, ты понимаешь, да, о чем я? Там, Да. у меня вот реально вопрос, что вообще как бы за спор, да, например, да, вот по поводу вот этих вот земель, да, допустим, наших.
Ну, не данный момент, на наши, да, вот почему, например, да, вот Не с данный момент, а Ингушетией. последние 200 лет наши. Последние 200 лет, да, вот я, например, абсолютно как бы не знаю, как бы, да, что там, как там, были ли они, например, почему они были на территории как бы Ингушетии, а потом как бы передали, например, да, то есть как это случилось, например, да, почему это произошло, почему, например, до этого они были их территории, почему они только потом стали нашими. Сухоман, как бы ты можешь мне осветить? И потом, как Конечно. бы, если бы поговорил бы, высказал бы свое Давай, мнение. Вот, хорошо, я отвечу. Алейкум салам. Давай я тебе отвечу коротко, чтобы было понятно. До ага, 2009 года, последние 150-200 лет, эти земли были чисто чеченскими. В 2009 году, во время контртеррористической операции, пока шла вот эта суета, ага, там не было разграничений между нами. То есть в 99 году еще там стоял ичкерийский пост, они были еще, в то время еще были нашими. В 2009 году под общий шумок, пока шла война, и это место, как говорится, не наблюдалось, и земли не как решались вопросы. говорится, пока там не было хозяина, да? Да, под шумок. Ну, там были вечно КТО, территория КТО. Они были, Был они много отправлен, везде, как много где проводились, не только там. коротко, да, коротко, если сказать, под шумок был отправлено письмо в Москву, еще в то Мгм. время председатель правительства был Путин, отправили письмо, что нужно расширить заповедник Эрзи, ингушский, Ага. за счет Сунжинского района. А проблема в чем заключалась? Сунжинский район был и в Чеченской республике, и в Ингушской республике. Эти земли, которые были включены в состав этого заповедника, вот эти 28 тысяч гектаров, Мгм. земли, они были чеченскими, их тихо, молча в 2009 году присвоили, сделали А тогда кто территорию был президентом Ингушетии. Ингушетии? На тот момент, по-моему, был, кстати, Евкуров. Евкуров. Был Евкуров. То есть он как бы это Никаких, подписал, там все сделал, да? сейчас объясню, никаких претензий, митингов, ни согласований, ой, рейс, да, ничего подобного не было. Сам Евкуров А они сами знали про после... это? Имеется в виду население? Я тебя перебил. Простое Сейчас я население. дойду до, Ага, сейчас ага, я дойду до ага, этого. ага. Поскольку я знаю, когда я спрашивал у многих, с кем вел дебаты, никто об этом не знал. Они де юра не знали об этом и де факто не знали. Но они слышали по рассказам их стариков, что эти земли когда-то были их. Это максимум, кто может ответить, что могут они ответить. Другой вопрос. Сам Евкуров в 2018 году официально и в Москве, и везде заявил, что ему в 2009 году, когда подсунули эти документы, он несколько раз спрашивал. Это был, если я не ошибаюсь, Аюб Гагиев или как, я не знаю, ну кто-то из Гагиевых вроде бы, ему, когда он подал документы и был инициатором этого, он сказал, что спросил, «Войду и лат?» Он спросил, говорит, я несколько раз спрашивал. Это Они он интервью сказали, давал, да? да, ему сказали «ду», и они взяли. И в 2018 году вышел указ президента уже на этот момент Российской Федерации Путина по всей территории Российской Федерации устаканить и установить, решить вопросы межрегиональные по границам. Везде. Ага. Не в Чечне и Дагестане, как многие указывают, или в Ингушетии. После этого, вот эта вся лабуда, как мы знаем, Ага. в 2009 году, в январе 2009 года КТО сняли. Эта тема стала уже известна, пока что карты начали показывать другое место. Территории, не забывай, чуть-чуть возвращаясь назад. Ага, я понимаю. Горные земли между Ингушетией и Чечней со времен Дудаева-Аушева были в северной части границы Чечни и Ингушетии. То есть это часть Малгобекского района и Сунжинский район. 8 селений, спорные территории. Эти границы создана была комиссия во время Дудаева и Аушева. Но поскольку Дудаев был убит, Масхадов был убит, остальные тоже, вот эта территория, пока не решался вопрос по границе, как сходились в 1934 году, так и при расходе должны именно так поделить эти территории. Ну да. И 8 селений оставались на территории Ингушетии. Так вот, в 2018 году, когда вот эта тема возникла, поскольку там уже долгое время проживают индуши, и
Уже говорят, что многие Кадыров, младший, нынешний глава Чеченской Республики, и 8 спорных территорий оставим Ингушетии, но вот эту горную часть, которую в 2009 присобачили, оставьте, верните, как было. Эту часть, 28 тысяч гектаров, вернули. Небольшую часть там сверху в Горогорске, Эртига. Ну, где-то 30. Спорная территория была 81 тысяч гектар. 30 тысяч гектаров земли вернули, 51 тысячу гектар оставили Ингушетии, заключили договор, заключили по границе вопрос. Само собой, началась паника, почему в горной части земли отдали. Митинг подняли, не спросил, Евкуров и так далее и тому подобное. Но это их внутренние проблемы. Мы не о внутренних проблемах говорим. И вот так, вот в 2018-м это байда началась. Ну, как бы, все, они опять вопрос подняли, получается, и как бы... Давайте вот в этот момент, в 2018 году, паника поднялась. Почему не спросили у народа и тихо, молча, якобы передали. А почему тогда они не подняли панику, когда, как говорится, было Я задаю этот вопрос всем, и никто не знает, потому что в то время... То есть это было, наверное, когда нам приходит, как говорится, когда ко мне карман приходит, не столь важно, не будем спрашивать, самое главное пришло. Когда я отдаю, мне интересно, кому я отдаю, Оксана? Ну да, получается, когда нам, то это нормально, а когда от нас, это ненормально. И что ты стал? Если вкратце пробежаться, это так. А вот взаимоотношения, это тематика взаимоотношения, с нашей стороны, честно сказать, было сделано много братских подгонов, так сказать, подгоны Эдуквай. Почему? Потому что ни один из президентов до нынешнего главы Чеченской Республики, ни Ахмад Хаджи Кадыров, первый, который и ни остальные, никто не оставлял эти земли. Никто. Они считались спорными. И только глава Чеченской Республики пришел, выжил въезды, он отдал эту часть. Но даже несмотря на это, люди, как говорится, подняли. И 3 года уже по этим районам, Гардуй, Вождуй, Бохи. Последний вот призыв к Даудову вызвали на шариатский суд Даудова. Но я это видел, если шадок дальше, я просто, например, я тебе скажу, как бы я к этому касаюсь, знаешь как, то есть моя позиция именно в таких, ты знаешь, как бы серьезных вопросах жизненная, я тебе скажу, я как бы за справедливость. Если, как говорится, это человека другого, и он это заслужил, да, имеется в виду, это его было, как бы, да, там допустим, там, садаин мехтагюи, имеется в виду, садаин мехтагюи, сюда, семья, халакин, да, там, к примеру, там. То есть земля моя Бога, это не просто, типа, я там пришел и говорю, вот это, а имеется в виду, там, как шло, там, как бы, да. А потом, если там другого человека, да, там, то есть на чужое я никогда там не буду кидаться и там у него там забирать. Ну, на сегодняшний день, то есть моя позиция, например, такая, то есть чужое забирать. Скажу тебе одно. Я заканчивал исторический факультет. За существование, сколько там говорят, лингвисты утверждают, и генетики утверждают, что как минимум 5000 лет мы находимся на этой территории, мы автохтонный народ Нокчи. За все время существования нашего народа никогда в жизни наш народ не претендовал на чужие земли. Не завоевывал, не начинал войны. Никогда. За всю историю. Нету таких претензий. Вот видишь, теперь обошла в Сокритеру, а вот теперь, например, ты как бы, да, ты для меня, например, как бы мой мозг, ты внес как бы какую-то там новую информацию, какую-то ясность. Теперь я как бы буду знать. Вот я, например, не знал, просто сидел там отрывками, этого послушал, того послушал. Тот одно говорит, тот другое говорит. То есть, как бы, да, то есть у меня информация такая, знаешь, как бы, ну, там, сказал, не сказал, то есть я, конечно, это в голову не брал, серьезно, я просто, ну, как бы, я понимаю, если я не знаю, то есть я не вижу смысла лезть, там, орать, кричать, там, да, там, к примеру, допустим, там, я не такой дурачок, там, если там увидел, там, кто-то орет, пошли, да, я пошел, там, буду там что-то там доказывать, кому-то там, что-то там делать или еще что-то, то есть, ну, мне там, как бы, нужна какая-то ясность, за что я иду, зачем я иду, для чего я иду, то есть, потому что за свои действия, поступки-то я несу, я же не какой-то там стадо баранов, которому сказали, иди, беги, там, и буду я делать, там, как говорится, кто-то мне там слева, со стороны, там, какой-то чужой человек сказал. Я тебе как бы за это, я, например, да, там, я вижу, как бы, да, ты выкладывал какие-то видеозаписи,
имеется в виду, когда вы общались здесь, да, там с кем-то, прямые эфиры у тебя были, да, и многие даже сами ингуши задают вопросы, что, то есть они как бы, они также там многие не знают, не потому что они там как бы, да, там агрессивно настроены или еще что-то, то есть они там также, наверное, как и я, владеют какой-то информацией, и им говорят там, допустим, там, давай вперед, короче, даже тот, кто орет, наверное, не знает, зачем он говорит. К примеру, я вижу, там, ты общался, до кого-то ты доносил эту информацию, и кто-то это понимал. Но ты же не можешь, например, до 1000 людей донести, правильно? Если кто-то тебя будет слушать, да, он будет понимать, слушай, ну да, в натуре такое есть. Есть факты, есть, например, документы, да, там есть там прям подтвержденные, то есть, да, там, не просто там, я не знаю, там, как ты сказать, Бурса Галасап там сказал, там, давай там, Шандуи, там, например, допустим, или Мусулим там сказал, там, стоял там где-то кофе пил и орет, там, все это их не боже. То есть имеются те люди, которые занимали какие-то посты, там, знали, там, да, что они там делают, что они пишут, там, за этих людей многие кто знает, то есть они там как-то доказывали, да, там, свою должность или там, свой, имеется в виду свое местоположение, что он делает, как он делает, то есть, да, то есть поэтому я тебя спрашиваю, сейчас ты внес там неясность, да, в этом вопросе теперь мне понятно. У меня еще один вопрос к тебе. По поводу Малгобекского района. Про Сунжинский я услышал как бы дополнительно. Имеется в виду, что и был и Сунжинский. Как я вот набросил, и ты это тоже говорил, то есть там, когда Дудаев там что-то, да, там, не то что подгон, да, или, ну так скажем, как бы, может быть, он увидел, что их, как бы, во-первых, в количестве не растут, да, или, может, там территория меньше, и, типа, подогнал, там, когда, во-первых, как бы, тогда ситуация вообще в стране была другая, так скажем, тогда, как бы, ну, делали, что хотели, то и делали, да, и тут Дудаев сказал, на, там, братва, держите Альдуи, то есть, как бы, у меня информация такая, а до этого, получается, так понимаю, что, как бы, территория была чеченцев, да, это? Малгобекский район. Да. Да. А почему тогда там, ну, как бы, ингушей Но много? Там единственное село? он назывался Малгобекским позже, он ранее назывался Псидавский район. А, До этого он Псидавский ярый. назывался Псидавский До какого? район. До какого года? Ну, там, ну, смотри, сам Малгобек основан в 1934 году. Да. Вот. Ранее, я думаю, что это где-то приблизительно в 19 веке, наверное, вторая половина 19 века, вот уже когда, конец 19 века, но вот она называлась и есть как раз-таки этот момент назывался до 44-го, кажется, до 20 века назывался Псидавским районом. Это верхняя часть именно Малгобекского района, и многие начинают говорить, что якобы в 34-м, да, нет, что Сталин, нет, это все, конечно же, подождите, я разве сказал, что Псидавский район был ингушским, чеченским? Нет, я сказал, что название у него был Псидавский район, до Малгобекского. Не забывайте об этом. Не надо вот приписывать ко мне что-либо. Это раз. Во-вторых, когда вот эти две части, восточная, она же делится на две части Сунжинска. Есть восточная, есть западная. Восточная и западная, да, часть есть? Да, восточная часть изъявила желание присоединиться к Чеченской автономному округу. После развала... А восточная часть это какая именно? Мелноги? Вот и Малгобекская, и Сунжинская. И Барх-Юртерева, и Ицинева. 51 тысяча гектар. Карабулак, и вот часть Малгобекского. Вот это входит. А западная часть входила в состав непосредственно Ингушской автономной области. Вот о чем. Поэтому вот две части, они были в 1921 году, где есть декларация в ЦИК, там указывается четко и говорится, что восточная часть, даже в состав, когда входила в Горскую республику, даже в то время она считалась чеченской. Понял. И не 34-й. Многие хотят, даже и в 21 году то же самое. Да, это понимаешь, в чем проблема? Это место, этот клочок земли, он был спорным всегда из-за чего? Из-за того, что там проживали терские казаки. Во-первых, чтобы было понятно, вместе с Псидахом эту малую кабарду выкупили у бека Черкасского, кабардинца, кому принадлежал. Вот это я тоже, кстати, слышал, вот такую информацию. Вот его выкупила царская Россия. Выкупила, да? Да, его выкупила. После этого были уже непосредственно, также есть
если я не ошибаюсь, документальное подтверждение, что сами Дюлкюрта, Псидахер, Бол, Ногчибуй, что они собрались со всего села в то время, то, что у них было золото, дешевума, все дорогое. И они вместе у Бека Черкасского выкупили именно и Псидах Юртюй, царь выкупите на Элда. Потому что там реально, я тебе скажу, например, Том Бельшхана, я перебью сейчас, Том Бельшхана, например, мы переехали туда, в Гала, когда началась эта движуха, мы переехали туда, мы там были, как бы, да. То есть я, например, знаю, что там рядом реально, кстати, да, граничит прям вообще впритык Кабардино-Балкария, и, в принципе, в эту, как бы, да, то, что ты говоришь, версию можно поверить. То есть, да, то, что там была Кабардино-Балкария. Это есть официальный документ. Окей, то есть я, например, как бы у тебя почему спрашиваю, еще раз я скажу, потому что я, например, у меня информация как бы точная, то есть для меня точная информация, это какая? Как ты говоришь, документы, подтвержденные, таким-то годом, тем-то, тем-то. То есть тогда был, как бы, во-первых, СССР был, да, там, как бы, смотря в каком еще веке была там царская Россия, да, если там глубоко идти, там, как бы, было, да. Но как это шло, почему это шло? То есть я, например, в этих вопросах вообще, как бы, нулевой. Вот чисто, ну как, у меня есть какие-то, я тебе говорю, там, кто-то там один сказал, я это, в принципе, как бы, серьезно не воспринимаю, как бы, ты сам понимаешь, ты же не будешь там... Если муслим, давай скажем так, честно тебе скажу, вся вот эта западная, восточная часть, западная и восточная, и Сунжинский район, верхняя этой части, в основе своей, ну, кроме, наверное, самого Двелкюртиоцега, остальное это исконно, в первую очередь, с самого начала там поселили, жили Орспа. Орспа. Вот они, кстати, тоже там есть, их много там. Это основа основ. Никто с ними оспаривать это не может. Я хочу объяснить, почему я именно не Псидах говорю, и Цабаунов. Остальные земли, которые... Но, чтобы сразу меня понимали, сегодня люди, когда начинают оспаривать северную или восточную часть Сунжинского района, всегда начинают говорить только об одном. Тхаму, это было ингушское, это было чеченское. На основании чего? Одни считают, что это чеченцы, другие считают, что это, само собой, ингуши. Понимаешь, о чем я говорю? Понял. Это, но на самом деле, земли реально принадлежат именно большинству, которые могут сказать, могут показать, что там проживали с тех пор, то есть с 19 века проживали, могилы есть. Только в первую очередь это непосредственно Уарспай, это Дюлкер Ногчи, это могилы, которые остались там черкесов, то есть адыгов, вот, и терских казаков, которые были. Сейчас вот, картина, этнографическая картина изменилась. Почему? Потому что после того, как произошел конфликт на границе, и был осетино-ингушский конфликт, все беженцы и оттуда, и были там, кстати, были Чечне, как раз. Которые были в Чечне, ингуши, имеется в виду, и пригородного района ингушей, когда в Чечне началась война, им пришлось вернуться в Ингушетию, а заселиться других мест не было, кроме как вот эта вся гряда Сунжинского района, Волговецкого, и там заселились. Так и было, вот так и было. Сегодня этнографическая картина там немножко иная. Окей, да, было. Ситуация. Насколько я знаю. Я могу ошибаться, я прошу сразу, я не говорю, что я там последняя инспекция, правда, да, особо. Но вот то, что мы знаем по документам, снова же, основание села Малгобек было заложено в 1934 году. В 1934 году эти земли, в 1934 году, он уже входил в состав Чеченской автономной республики. Они сами добровольно, восточная часть присоединилась к Чечне. До этого они не были ингушские, это неправда. Они входили в состав этой Игорской АССР и входили в состав Сунжинского казачьего округа. Все, понял. А Бош у нас он подтверждение лома. Почему, как бы, я, например,
там провел как бы немалое время, сколько, я не помню, лет 5 я провел, и потом дальше она там, то есть, ну, пришлось как бы, да, там посидеть, соответственно, там много с кем общался, много кого знает, да, и родители там рассказывали, да, там, Ой, не в Слепцовском, Тамерленд 2008. Я не про Слепцов сказал. Я сказал, что в Сунжинском районе этнографическая картина изменилась. Не путай Слепцовск и Сунжинский район. Слепцовск это одно село, а Сунжинский район это огромные 8-9 сел. Разница такая. Я приторнулся. Я, например, знаешь, что хочу сказать по поводу того, что ты говоришь с пригородного района, например, царица, конфликт себя. Хорошо, она хабяхкан, кстати, сумолга беки адук бароныша. Я вот сейчас вот вспоминаю, там, как бы, я помню, Йорш Мишер, ну, как бы, Йорш Сигар бяхкан буй, Йорш Ухар бяхкан буй, то есть, как бы, да, то есть, там реально, как бы, был такой, знаешь, как бы, мультифрукт, там, мы там приехали, ну, они, как бы, раньше приехали, мы там приехали, то есть, я, как бы, да, понятно, там, ребенком был, я, как бы, особо не соображал в этом, не понимал, сейчас я, там, могу сказать, там, да, там, понимать, там, и так далее, как бы, да. У меня вот сейчас, я говорю, да, ты для меня, например, сейчас что-то новое сказал, да, то есть, я, как бы, в это могу поверить, то есть, есть на это факты, да, то есть, как бы, и сейчас я это понимаю, как бы. То есть до этого, например, какое у меня мнение было, я тебе скажу, по поводу вот этого конфликта, там, в 18 году, там, то, что они вышли, как бы, я, например, как мыслил, как бы, да, там, они, как бы, высказывали такое мнение о том, что, типа, забрали, да, ну, ни для кого это не секрет, да, что они говорили о том, что забрали. Я такой про себя, как бы, сижу, думаю, вот я, например, ладно, окей, я на его месте, как бы, да, президент Чечни, у меня есть возможность такая, там, что ему кого-то забрать, да, вот, допустим, сижу я такой, как бы, да, знаю, это земля. Но если это просто тупо земля, как бы, да, вот просто земля и земля, как бы, да, ну, зачем, смысл мне, какую ее забирать, если, как бы, мне от нее, как бы, выгоды никакой нету. Но там никто не живет. Опять же, Вот даже эта именно, верхняя ибо, часть, эта верхняя ага, часть, в смысле, ага, вот сейчас там идут восстановительные процессы, ага, там ага. уже огромные деньги. Туда изъявили желание заселиться 2000 семей. И все они в основе своей уарской. Туда не поедет жить другой. Тиги уарской будет объёшь. Ногти чего ашабош, ногти Ага. коман, да, кадош, уарской будет тига айрбеш. Никто не Слушай, захватывает чужие ага, земли. Кейтеронсо, по поводу Орсо, Суйцане, дешеву, я же там в школе учился, например, да, там, когда там, в начальных классах. И Орс побоштаг, я, например, не знал, что такое. Вот у меня, кстати, вот даже многие ногчи, которые там Гергал Болше, короче, они там, хоп, часто заявляют о том, что не Орсхо. Я, например, в этом как бы тоже, что это такое, это что, как бы, вот, как бы я так слышал, что кто-то говорит отвлечение там, от чечен. То есть я, например, в моем понимании, это как мялхи там и так далее, да, вот это вот как бы Да. тема, да. Это часть нашего народа. Да. А, тоже часть нашего народа, это Да, примерно как так же, как мялхи, да, вот мелкий, эти вот. тирой, А, эхкой, вот все, ничего. все. То же самое, да, типа? Да. И все. А, Просто сейчас просто я не могу говорить сегодня за тех, кто проживает в Ингушетии. ага, Цыгане я не буду говорить, но ага. я могу говорить за исторически и всегда во все времена существования Мгм. Уарская были частью нашего народа, во всех войнах участвовали вместе с Ага. нами, Ну, видишь, я не знаю, вот сейчас на вот ты мне нашей тоже это стороне. сказал, ага. Я понял, это как получается, как и мялхи, как бы, да, то есть как бы от нас, ну, вот как бы, Ну, типа, а-ля мелкие там мы всегда были отдельно. нашими, да, там, как говорится, тяга, это даже не обсуждается. Окей, все, Хейнс Хитер, Хейнс, например, с неясностью там по поводу этого, это, третье, десятое. Окей, хорошо. Так получается, смотри, конфликт, как говорится, я, например, не любитель в прошлом копаться. Вот я честно говорю, вот я, например, никогда не люблю там в прошлом. Для меня, например, я как живу, что было, то прошло. То есть, если какие-то есть там, например, для меня важные моменты, да, там, которые я, например, упустил там, да, и в чем-то что-то я там потерял, да, как говорится. Ну, хотя это редко у меня было, и, в принципе, я не могу даже вспомнить. Ну, то есть, я имею в виду, что-то, например, для меня не важно, я там закрываю на это глаза, как говорится, пошел дальше. Я не любитель в прошлом копаться, там, мерхали, вышли, третьих или десятых, или божды. Почему тогда, вот, например, получается, большинство ингушей, которые, как бы, да, даже сейчас, например, да, вот, судя по этим роликам, бас, там, царь бог, что хумш, там, и ты это слышал, не будем сейчас говорить, что они говорили, там, вопрос, дело не в этом, том, что они говорили, все равно у них есть вот эти возмущения, то есть, я так понимаю, они тоже, как бы, да, не осведомлены, правильно? Ну, Как? как бы за 3 года я думаю, что сейчас все осведомлены, но простой народ ни при чем, я думаю. Нет, тут дело-то не в этом, ни при чем, Эрбог. И да, Бог. Вот, к примеру, я тебе сейчас скажу, последний я ролик видел,
по-моему, Албогачиев его фамилия, да, там как бы такой, ну, Да. здоровый такой, да, вот он, кто он там, председатель там Ага. Тейпов Ингушетии и так далее. Я вспомнил, когда вот сейчас последние ролики его новые видел, что там опять он там, ну, собрал свой тейп, ну, в смысле, собрание своего общества и так далее, перед ними выступает, он говорит, как бы, да. Но я вспомнил о том, что я видел ролик, когда в 18-м вся движуха произошла, он и еще один, который, как бы, вот не помню, как его, Салаждин или Да, Салеждин, в смысле, вот, Сережа. есть, они приезжали к Даудову, короче, и он сидел, им Да. все это доказал. Они сидели, выслушивали это, все послушали, окей, я радушен. Тогда зачем сейчас сидеть, я не понимаю. Вы там у него сидели, как говорится, он вам я раду. То есть сказал, вы там слово не сказали, а тут, как говорится, домой побежали. Ну, как в моем понимании. И что тут? Я домой там пришел, к примеру, ты сейчас меня встретил, короче, начинаешь мне там что-то говорить, я стою там, хаваю все то, что ты говоришь. Хоп, ты мне такой, мусын, ты что-то против имеешь? Я такой, да не, там, башлам, все хорошо, Альду. Я такой поворачиваюсь, иду домой, и дома там сижу, там, как бы, да, там, братву собрал, пацанов собрал. Так, давайте, короче, я радир, То есть я, получается, лицо тебе ничего не смог сделать, там, сказать, да, или ответить, там, в моем понимании, ишду. А пришел там, дома сижу, газую, как бы, да, то есть, ишду или как, может, я ошибаюсь, как бы. Ну, по этому вопросу я так скажу. Муса, конечно, по этим вопросам, я думаю, не высказывался. Что касается этого взрослого человека, который ты говоришь, который Мне, если пришел... честно, очень понравилось. Я, Ну, например... Алло. я честно скажу тебе, давать оценку словам некоторых, я не буду давать оценку всему народу по высказыванию одного старого, Я тоже не даю. больного человека, так скажем. Старого, Больного? Окей. Я, например, я тебе выскажу свое личное мнение. Я ничего против них не имею. Вот у меня, например, как бы, да, там, даже никаких не обид, там, никакого... Вот бывает там что-то, кто-то, например, высказывает. Я считаю, те, кто там говорят... Муса ничего не сказал. Тему поднял, Муса ничего не сказал. Муса до последнего, как говорится... Он молодец, кстати, он грамотно, ну, как бы высказывался. Просто я имею в виду... Нет, я тебе про другое говорю. Если тебе сидел человек, говорил, я радон. Хотя а ты сидел, на меня хавал пожаловался именно Муса. Хотя я ему ничего плохого не делал, но пожаловался на меня он. Серьезно? Да. Сказал, что якобы я там вечно сижу и обижаю норнийцев. Нет, я тебе про другое. Я имею в виду в плане того, что просто я сидел, как бы, да, вот мое мнение, какое было. Я такой вспомнил, сижу, думаю, смотрю, как бы, да, вспомнил, он же сидел, ему там доказывали, ему там говорили, они обсуждали это. Они это обсуждали. Эти, ну, как бы, наша сторона, там, да, чеченская сторона, свои доказательства говорили. Соответственно, им говорили. Он у них спрашивал, кайхумаду, я раду его же, то есть, ну, говорите, то есть, это ваше право, вы имеете на это право. А зачем сейчас опять какую-то, ну, как бы, кучу поднимать, опять какую-то там что-то, ну, заводить вот это все. Я не понимаю смысл, хую вообще. Какой смысл? Смысл простой. Они, ну, в основном хотят показать, хорошее скажут, плохое скажут. Они говорят, мы все одно целое, одно единое. Вот касающийся у них. Когда начинают говорить о нас, они говорят, там есть хорошие и есть плохие. А есть еще ичкерийцы. То есть те, кто на Западе, это все ичкерийцы. Хорошие это те, которые пассивно ведут и вообще молчат. Хавают все то, что говорят, да, как бы. А плохие это кто? Те, кто говорят, сейчас лочина, и он я уаил. Ну, те, кто спорит, имеешь в виду. Ну, тот, кто говорит, не претендуйте на ногчи земли, отдать ногчи не чадоча. Вот это плохие. И они пытаются вот эти два кола, я опять же, не про всех. Я говорю про некоторых кучкозавриков или кто там, который фитнес занимается. Не про всех. Не, сам, например, я тебе скажу, например, да, например, для меня это как бы абсолютно чужие люди. Мое мнение лично о тех, которых я видел, вот я тебе скажу так, вот мое мнение, например, такое. То есть я, например, как бы, вот прям бывает, вот, например, для меня то, что тебе есть сказать, например, про человека, как бы, да, это когда он сделал какую-то гадость, имеется в виду по отношению к тебе, там, какое-то проявление, какое-то там, ну, серьезное, там, знаешь, там, он сделал то, чего, как бы,
меня там лишил, как бы, да, или мне из-за него там какие-то проблемы у меня там начались. То есть в этом плане там, или, ну, как бы, то есть, ну, такое более крупное, я тебе скажу. Дует, а серьезно, хумдич. Цахум дует, цугалаш, сатан лишь, дина, например, с боссом, бой за бой, я и сейчас с ними общаюсь. У меня сейчас есть знакомые среди них. У меня реально есть знакомые, то есть, да, с которыми я общаюсь, с которыми там какие-то делами, там, то есть мы там, в общем, то есть имеется в виду, у меня там какой-то контакт с ними есть. У меня реально они есть, как бы, да. И социар алхума дати, цыга, инчарга дати алхум. Ну то, что я, например, я тебе скажу свое личное мнение, например, они как они там орут там, как бы, как они говорят, там, чеченоговорящие или простые, непростые. Я вот это, например, разделение я не понимаю. Я тебе скажу так, то, что я, например, понял, да, например, как я их понял, как я это вижу, например. Те, которые, как бы, больше, именно шигала, махка, халки, наш буй, они вообще другие ингуши. Как я это вижу. Как я это понимаю. Имеется в виду, там, аддейцер, они вообще другие ингуши. Есть там у них ингуши, которые Россия, халки, наши. Есть ингуши, которые там, ног чучуах, там, я не знаю, как они там вообще, ну, как бы, они вроде там были. А? Муслим, давай, брат, договоримся так. Валлахи, какие там есть очень балбац. Вот, цельниш, отбитербу вашему. Если у тебя есть вопросы по нашей тематике, цель, какие у них есть, они белые, зеленые, красные, ни разницы нету. Когда мы вмешиваемся в внутренние дела их, это очень касается ногчи, очень балбац. Конкретно вот по этим, допустим, по границе дала, по истории дала, я тебе объясню. А какие там есть хорошие, плохие и так далее и тому подобное. Я очень балбац. Ой, гергер, вы гуйвас гергелу лилуши. Ой, гергелу далило что. Но те люди, которые называют нас кучками или нас пытаются разделить, там, ну, фразами какими-то, да, там, и все. Не, я тебе сейчас скажу, ты просто, наверное, неправильно меня понял, как бы, да. Я их тоже там не пытаюсь там лезть туда. Я тебе говорю то, что я видел, например, на своем личном опыте, как я это понимаю, просто как я это понимаю. То есть у меня там не было там, что я там разделяю или что, просто как я это видел, то есть я знаю там одну группу людей, одних там пацанов, других пацанов, там, третьих, то есть, да, например, как я это вижу, то есть, да, и мое мнение, например, о них, именно тех, которые я видел, которых я знаю, до сих пор хорошее. Царь реально дуется, а вот бывает там специально алхум да, сун лично царь, дин хум да, лично по отношению ко мне, то есть, ну, как бы, не было, то есть, у меня мнение реально там хорошее, нет, то есть, даже когда это там тема была, там, это, то есть, всегда, как бы, ну, нормально были. Были там какие-то моменты, мелочи, но это все мелочи, дело-то не в этом. Если по поводу границы, и я тогда до сих пор не могу понять. И вопрос, в 18 году царь реально подписать, Рашид Бинтальевич, куда дючую, зачем вот это вот поднимать и вот крутить это? Смысл какой? Смысл, я вижу в этом смысл максимально ногчишни, галашни, юкайц, урбалгач пуканах. То есть, зачем? Максимально клин, чтобы люди вот ногчи и гала друг друга ненавидели. И вот это, всегда вот эта нелюбовь тлилась между нашими народами. Вот для чего это делается. Ну и что, хорошо, допустим, вот представим себе ситуацию, такая, как бы у нас ненависть друг к другу, у нас постоянно конфликты, мы постоянно с ними там что-то будем, но а кому от этого как бы хорошо, окей? Что от этого? Никому от этого не хорошо. Это вечный конфликт, это вечное недовольство, это ТБ, Тешенболг, это вечная политика. Я вижу в этом, честно сказать, вот просто определенные люди рвутся к власти, и они не брезгуют никакими рычагами использовать их для того, чтобы достичь... Ты имеешь в виду любыми методами, да? Да, любыми методами достичь своей цели. Это в моем понимании. Может, я ошибаюсь, конечно. Ну, видишь, вот теперь как бы я тоже сначала сижу, как бы думаю, как бы мне непонятно, думаю, вроде вопрос закрылся, да, там, допустим, это такие, как я, там, и таких, как я, там, 10-20 человек будут сейчас орать, там, а что вы там тогда, как бы, да, там, вопрос закрыт, давайте опять его будем обсуждать. Но я кто вообще, я обычный житель, как бы, да, там, разговоров нет, там, может, спросили, может, не спросили, как бы это ни было, вопрос они закрылся. Некоторые рассказывают сказки, вот сейчас власть, как они любят писать вот эти фирменные темы, комментарии, вот сейчас власть поменяется, вот сейчас Путин уйдет. Сейчас Путин уйдет, сейчас Кадыров уйдет, и чеченцы вернут земли. И
Они реально в это верят, я не знаю. Или сказки какие-то. Ну, но если они верят про лебеди, которые... Во, кстати, я сегодня это только увидел. Это что за бред? Это, как бы, кто это говорит? Ну, это вот, короче, очередная сказка нордийцев, и не больше. Вообще приход, авал. Все, понял. Но это, мне кажется, как бы, я не знаю, солнце, короче. Это смешно. Ну да, смешно это было в начале, когда тебе об этом говорят сотни раз, это уже не смешно, это реально какая-то клиника, болезнь уже. Да. Ну да, есть такое. Но просто я тебе говорю, как бы, с моей точки зрения, как бы, да, но это просто, как бы, то, что сейчас, как бы, вот это идет там с Европы, там, например, вот я что хотел бы, кстати, еще мнение по этому поводу высказать. А Европа, наш там, президент ассоциации, уши Абахцев, там, туда-сюда, он что вообще газует, я не могу понять. Что вообще? Что Европа? Чувак, газовать докся Европе, а вот кайматься докся. Газует, потому что в Европе. Понял. Ну, я не знаю, просто я как думаю, если ты реально... Коротко скажем так, газует, потому что он в Европе, вот и все. Ну как бы до меня не достанут больше, так дукцию в да? Ну, я так понял. Понял. Сейчас у меня вот реально как бы уже другая информация, более точно. Теперь я уже как бы ориентируюсь в этой теме, как бы, и что, и как. И мне, например, как бы, и многие, наверное, про это знали, многие там чеченцы про это слышали, да, в отношении меня, например, этого не было, там, какие-то там вылазки ихние, там, с ихней стороны, там, в наш адрес. Я не знаю, кого это там, как их назвать, там, кого это назвать. Я не скажу, что все, ну, как бы, я слышал, как бы, да, что говорят, не говорят, там, кто-то возмущался, кто-то бывало, там, разговоры, там, рассказывал. Я не могу понять, как бы, то есть, ну, как бы, какие предъявы, даже не имея этих земель. Тут вопрос даже не в плане земель. Вообще, бас, ну, как бы, что хотят вообще? Что нужно, алла? Хайпа. А? Хайпа хотят, хайпануться. Хайпануться? Понял, ну, есть у блогеров такой термин. Хайпануться. Ну, я понял. Попиариться. По-другому слову, То есть, типа, спровоцировать, короче, и потом, как бы, наблюдать за этим, и, типа, там, со стороны, там, по-разному можно думать. Да? Максимально получить свои политические дивиденды за счет другой стороны. Понял. Окей. Дыгду, башлам, ДРСЛ, сейчас я уже, как бы, понимаю, сейчас я буду знать ДРСЛ, за информацию. Дыгду, да, адыгда, люль. Давай, ассаламу алейкум, давай. Ассалам. О, брат Ильяс, дал ой, кистинский брат Ильяс, это день рождения, Ильяс дал дуква, дала ой, ночи комана, пайда больше дукве хила, дал ирс эту бойл, мог шмерш вехил, хилди архуай, туз Ильяс, салам маршал, довик дал лоха. Братан, все, что мог, поздравил как мог. Пока только так могу, как говорится, поздравить. Но, надеюсь, придут лучшие времена. Так, да, Башлам, справедливости ради скажи, у ингушей какие исконно свои земли? Владикавказ пригородный забрали, Сунжинский, Малгобек забрали, там Кадыров еще грозится забрать. В итоге очень маленькая территория. Ислам. Отвечу на твой вопрос. Ради справедливости скажу. Что касается Владикавказа и пригородного района, мы все это знаем. Об этом говорят, что забрали. Сунжу, Малгобек никто не забрал. Сунжинский район никто не забрал. Наоборот, Кадыров оставил. Он не грозится забрать. Он сказал, если эти кучкозаврики будут говорить и вносить смуту, я по закону эти спорные территории буду за эти спорные территории вести разговор. Вот все, что он сказал. Никто ни у кого ничего не забирает и не забрал. Адукваг, ислам. И вам, и нам, и многим остальным просто-напросто мутят голову. Никто и ничего не собрал. Ни Сунжинский, ни Сунжу, ни Малгобек, ни Карабулак. Никто не отобрал. Просто говорят, Ерфитан дацабяш, палцабюч, аддит, мадичень, цауог. Поэтому я не знаю, кто у тебя что там забирает, но со стороны Чечни никто ничего не забрал. Никогда не забирал.
какие-то равномерные там изменения были. Поэтому я не знаю, почему ты говоришь такие вещи ради справедливости. Разве ради справедливости хоть один Нохчи был, который говорил, что пригороды не забрали и все остальное? Вернули, максимально вернули. 51 тысячу гектар вернули. Отдали братьям, ингушам, отдали 51 тысячу гектар. И бахва. Киумма сабах. Ну, ага, все равно и дальше, ага, и до 30 тысяч диезбях. Сейчас уже вам говорят, стоп, вам был, куда он этим людям? Мадис хастег, от ебо, что, и все равно не слышат. Глухой не может услышать, слепой не может увидеть. Что бы ты ему ни кричал, что бы ты ему ни показывал, если ты глух и слеп, все. Разумные люди должны быть. Сегодня молодые люди намного разумнее и понимают это. Никто не убирает братство, никто не убирает родство. Но Нохчи народу не нужно, когда протягивают руку, ему плюют. Эти вот, не нужны эти сказки. Нохчи народ не надо делить. Опять же, если вы закидываете снова и снова, Бамут наш, Асимовка наша, Сирнаоск наш Бош, Котарюрт наш, Заканюрт наш Бош, аж Игун Щукуиш. У вас сидит на официальной там странице ваш блогеры, я не знаю, как ваши ученые, прихватили Очхой Мартановский район весь и говорит, это наши земли Бош. Шукарт наш ляшо, Ашхильча, Валлахи, Билахи, Талахи, Нохчи от Айрмабашу. Айрбац. И Ацаина. Может, досели, все сидели молча, как бы Бог от Айна, но уже дошли до Очхой Мартана, если не до Урс Мартана. Шал же гехта, валара тхаю бумта тхаю асинов, сирнаос тхаю Бог. А ляха не треснет? Как если их не они оставили эти земли? Они об этом. Валикум ассалам. На госуслугах при заполнении заявления в графе национальность дает два выбора. Чеченец и чеченец-акинец. Freedom Loving Man. Я не знал об этом. Я этого не знал. Но, значит, поработали, в Дагестане поработали. Нету понятия чеченец-акинец. Если поведутся на этой провокации, ждите дальше о дальнейшей усугублении ситуации. Башлам, расскажи о шейх Мансуре, Милана. Что рассказать о наших национальных героях? Сколько бы ты ни говорил, сколько бы ты ни делал, этого всегда будет мало. Это национальный герой нашего народа. Молодой, высокий, статный, красивый. Первый имам Кавказа. Всего Кавказа, можно сказать, без преувеличения. Любимец адыгов, черкесов, чеченцев и достойных кумыков, которые, нагайцев, которые шли за ним, воевали, который хотел свободы для всего Кавказа. Были неудачи, были поражения, были и победы. С 20-тысячным, как говорится, своим войском пошел на поддержку черкесским братьям. Некоторые говорят 10-тысячным, некоторым 20-тысячным. До конца сражался, не сдался. В крепости Анапа, после того, как сдался Баталпаши, сдался турецкий, все сдались. Последним, кто в этой крепости сопротивлялся, был шейх Мансур и 6, кажется, его сподвижников. 6 или 16, я не помню сейчас. И когда уже взяли и сказали, что расстрелят из пушек, обвалила стена, и раненым, некоторые говорят, с факелом в руке, который хотел взорвать себя хотели они. Некоторые говорят, с оружием в руке. Шейх Мансур попал в плен. Отвезли в Шлиссельбургскую крепость. Там через определенное время он скоропостижно скончался, сказать не могу, но он скончался там от заболевания
Кто-то говорит туберкулез, кто-то по-разному. Некоторые говорят, его закололи, не знаю, ну, скончался от болезни. Есть там некоторые моменты, что показать его хотели Елизавете, подождали, пока он... Кстати, это описывается, есть этому доказательство, что хотели. Он был красивым очень. Его довели до такого состояния, и где-то во дворе сдалека показали, поскольку императрица России была такая очень неординарная личность, и влюбчивая, так сказать. Боялись вот этот его фаворит ее, как его фамилия, я забыл, Орлов, или как же его звали. Ну, один из фаворитов ее не допустил, и вот показали в самом худшем, что вот он дикарь, якобы с близкого расстояния его показывать не стоит, и вот так, после того, как показали его императрице в Шлиссельбургской крепости, он скончался, или умер. Захоронили неизвестно где, сам в возрасте, кажется, 31 год ему было в то время. Вот. Могилу так и не нашли. Вот. Такая участь ждала. Начал он с 1784 года. И, кажется, в 91-м он попал в плен, если я не ошибаюсь. Такая вот ситуация. Башлам про Урарту, Дейца, воин, про их общественное строй желательно. Да, рассказал бы, обидеть не хотел, Башлам просто хотел услышать твое мнение. Нет, ты меня не обидел, конечно, причем тут выслали чеченцев, Турции, Иордании, чеченские села, почему нет ингушские или ростовские. Да, в 1865 году выслали эти села, в основном были освобождены от чеченцев, 3,5 семей, 1500 орскоевских семей уехали мухаджирами оттуда и не вернулись. Да, я запомнил заявление, там было 2 выбора, я сам удивился. Милана, мы из Тейпа шейх Мансуру Башлам. Милана, дайл сей дуэль, дайл духдав дуэль. Шейх Мансур Эль Станчхо, достойный сын Нохчи народа. Я заполнил заявление для ЗАГСа, там так и было. Попробуй сделать скрин и скинуть Башламу. Сделай скрин и скинь мне. Башлам, дует я, и что Мансур знал несколько языков и шариатский. Шариатские вопросы знал, у него было религиозное образование, он получал его. Некоторые говорят в Курдистане, некоторые говорят в Азербайджане получал. Вот, и нет, не Потемкин. Это не фаворит был, не Потемкин. Нету чеченец и чеченец-акинец. Есть только чеченец, граф Орлов. Орлов, кажется, он был. Орлов. Я могу ошибиться, поэтому боялся. Его фаворитом в то время был. Не допустил его. Так, Сейник прочитать. Дичма ответить, где? Потемкин в Ацаре. Да, граф Орлов был, кажется, приближенный на то время именно. Потемкин участвовал среди тех, кто захватывал и дал указание захватить, кажется. Суетолог. Я обычно, если у меня бывают возможности, всегда на Новый год покупаю ящик мандаринов. Если в этом году я куплю ящик мандаринов. И обязательно покажу в эфире, что я купил их всем подписчикам. Пока наши финансы поют романсы. Я всегда покупал мандарины и фейерверки. Ну, последние 2 года, зачем тебе ящик? Потому что я такой большой. И мне нужно, я всегда покупаю или грузинские, или абхазские мандарины, вкусные, не кислые. Ящик. Ящики там не такие большие. Ну как, зачем? Ну, целые 10-11 дней кушать мандарины. Мне очень нравятся мандарины. Это небольшие ящики. Мандарины очень люблю. Что бы ни говорили оппозики с Ингушетии, ингушскому народу некогда деваться от чеченцев. Ну, Нохчагала это есть в Ижре. Башлам генетики говорят, что 100% чеченцы и ингуши берут одни истоки. И Ваша, это все знают. Мы знаем, что мы братья.
Башлам слышал про историю. Гарри Пекин не историк. Гарри Пекин исследователь и грибник. Лесник-грибник. Гарри Пекин не историк. Уважаемые мои, Асламбека. Некоторые хотят его сделать историком, но он не историк. Ну, вы можете посмотреть. Я бы сказал, что он натуралист, но не историк уж точно. Я читал Потто. Не Потте, а Потто. Генерал российский. Башлам, он тебе вопрос задал до конца, не дочитал ты. Какой вопрос? Слухи о предстоящем выступлении войска. Собордял генетики говорят, что общие были одним народом. Язык тоже об этом свидетельствует. Так как различия минимальны, так как все-таки народ стал отдельными. Ну, как стал народ отдельным? Все понял, вопрос дочитал до конца. Бяхмобил. Народы отдельными, ну как, появилась царская Россия, она решила дробить по кускам. Поэтому сперва откололи кусок ингушей, потом хотели отколоть кусок у арстхоевцев, карабулаков. Карабулаки не согласились, 97% как минимум. 90, даже 9, я бы сказал, не согласились. Они сказали, что они со своими братьями одно единое целое, за что и были наказаны вместе с чеченцами, вот распустили вот этот слух и мухаджирами отправили их во все страны Ближнего Востока, начиная от Ирака, Иордании, Сирии, Турции. Вот так и произошло, поделили. Грамотная, четкая политика, разделяя и властвуя. Слухи о предстоящем выступлении войска Газавата все рассыпались. Князь Потемкин Таврический 6 мая 85 отдал приказ своему однофамильцу Потемкину, наместнику Кавказа. Потемкину, вот как раз таки о том, что Потемкин брал в плен и дал указание брать в плен. Там об этом есть описание. Я за это публиковал. Башлам. Прикол, знаешь, в чем наши соседи так хорошо знают всех писателей или еще кого-либо, кто хоть что-либо плохо о нас писал, как они их находят. Ведь таких писателей днем с огнем не найти. Ну, кто что ищет. Каждый, что ищет, тот и находит. Башлам, мандаринч, дагия, тыха. Ну, ты сам задавал вопросы про мандарины, я тебе ответил. Башлам, скинул скрин. Хорошо, посмотрю и посмотрим, что можно сделать. Может, сделаем пост. Поэтому я взял в кавычки его, не только так ссылаются некоторые соседи, историки, прямую кровь Гарри Пекина, страницы никого и нет. Все понял, суетолог, там, где о нас пишут плохо, о них пишут еще хуже в любом источнике. Абсолютно верно. Абсолютно верно, Орство Нохчу. Так и есть. Там обычно затрагивают не с лучшей стороны. Единственное, не согласен, не согласен в одном случае. Ермолов записывает нас как злейших врагов и ненавистью, а их вот он не сильно так плохо записал. Ермолов о нас написал очень много плохого, а вот их не сильно много как бы задел. По крайней мере, в той книге, которая у меня есть. Башлам, сегодня читал книгу «101 тайна Барбаросса». Очень понравилось, советую, грани 95. Пока нету, ну, как появится, прочитаю обязательно. Уважаемые мои братья, у меня больше читать нужно своей литературы, нашего народа. Очень много материала, я даже не успеваю, честно сказать. И да, когда ты закидываешь чисто только исторические моменты, многие наши не понимают. То, что ингуши приняли подданство России, в чем была причина и выгода, тоже интересно. Могу ответить, но будет ли это правильно, Ислам 695, я могу тебе ответить. Но с учетом того, что якобы, опять же скажу, что я обсуждаю или говорил об Ингушетии, я бы не хотел бы этот вопрос отвечать, Ислам, я понимаю, ты ингуш, но все-таки я придерживаюсь какого-то, так сказать,
моратория, и который говорит, я не буду обсуждать ингушей, потому что бы я ни сказал, они воспринимают это не с лучшей стороны. Цундер. Говорят, часть ингушей все-таки пошла за Шамилем, будь добр, объясни. Я не знаю такой части, что пошла за Шамилем, честно сказать. Я не видел. Говорят, часть ингушей, которая пошла за Шамилем, мы можем говорить, это только о тех Орстхвай, которые сегодня уже стали частью Ингушетии, но не больше, не меньше. Башлам, что за паника из-за убранного поста в районе Серноводска? Это правда убрали? Да, пост убрали. Ну, по крайней мере, он перестал там быть. Подожди, давайте я перезагружу, у меня время заканчивается. Давайте еще 1 час я трафика возьму. Час закончился. Не теряйтесь, и я дальше отвечу насчет поста. Ну, Ермолов и царские собачки, на которых они работали, конечно, не будут. Я о путешественниках. Путешественники, да. Давайте я перезагружу, и я отвечу на ваши вопросы в 3-й части нашего эфира. Во второй части нашего эфира 498 человек побывало в прямом эфире. Вот. И мы продолжим свой эфир. Ва алейкум ассалам. Насчет убранного поста. Ну, вроде бы убрали пост, я не знаю. Убрали. Зачем? Никто об этом не обсуждает, никто не переживает за это. Ну, был пост, нету поста, нету. Какая проблема? В принципе, между нами, между братьями, посты-то и как таковой не нужны были. Об этом давно сказал глава региона Чеченской Республики, который сказал, что альхамдулилlah, что между братьями постов быть не должно, и да на Кавказе, в общем, для общего дела, для, как говорится, братских отношений. Вот. А почему его убрали, чеченцы вообще даже этого не заметили. Никому до этого дела нету. Был пост, нету поста. Ну что с этого? Никто там агрессивно не едет туда, никто там не занимает земли, никто не покупает дома, ничего подобного нету. У чеченцев своих проблем вот так достаточно. Мы строим, возрождаем свою родину. Что касается, как говорится, максимального инвестирования и, как говорится, восстановления своих районов, у нас Галанчурский район
восстанавливается полным масштабом, поэтому все великолепно, все хорошо, ни на секунду работа не прекращается. Наши энергетики, Чечен-Энерго, дал ситуация, дал Духба, наши автодорожники, Чечен-Автодор, наш Газпром, имеется в виду, который представляет региональная компания, там, Газпромовская, семимильными шагами идут, работают, восстанавливают Галанчевский район, проделывают великолепно и профессионально свою работу. Ну, вы должны понимать, что в горную часть, самую закрытую горную часть нашей родины, Галанчевский район, проводит свет и газ, которого там никогда доселе не было. Это реально развитие, это очень сильный толчок для развития Галанчевского района. И скоро, иншаллах, мы увидим, как 2000 семей арстхоевцев смогут возродить свою, как говорится, историческую свою родину. И историческая родина всего Новчи народа оживет новыми силами, так сказать, да, Аллах. Вот. Этот пост, вы посмотрите я не знаю, мне скинули 3 человека, на ингушских пабликах скинули, я посмотрел, просто посмеялся и все. Я не стал обращать на это внимание. Но было смешно реально, Аллах, честно сказать. Пост убрали, не знаю, ветер подул, целлофановый пакет полетел туда-сюда. У каждого свои, как говорится. Они уже даже от того, что не знают, что больше писать, начали писать, почему до сих пор не вернули русло реки, как было раньше, там эти 2 метра, почему не вернули больше. Даже были такие фейковые новости. Нашха далеко от Галанчуж. Нет, Нашха это есть часть Галанчужского района. Галанчуж и Нашха это одно единое целое. Галанчужский район, область наша. Вот так вот. Что у нас еще? Нет, не дошел еще. Сегодня особо ты слышишь какие-нибудь мелодии? Нет. Всего было 5 донатов, и все они дошли к Хаяну Мамяц. Если пришел бы донат, я бы сразу сказал. Задонатили, да, саду. А PayPal сразу бы вот так. PayPal сразу бы отобразился на экране. Наше сердце Галанчужского района. Да. Вот. Все, что приходит, я всегда благодарю, всем говорю, ДРС, Хейл, дал Духта. Никогда ни от кого ничего не скрываю. Башвам, что бы ни было, я тебя уважаю как грамотного человека. Для меня просто важна правда, альтернативное мнение, даже если оно неприятное. Аллах резком. Масанахил ДРС. Я всегда рад ответить. Я бы ответил на любой твой вопрос, но я просто переживаю. И так бегут сразу, начинают жаловаться представителю, председателю нашего парламента. Можно пополнить со Сбера. Конечно, можно, Витрас. Вот номер снизу, это и есть сбербанковский номер, через него можно отправить. Сразу бегут к нашему председателю парламента. Начинают говорить, что делаешь. Начинают жаловаться, говорить, как будто бы я сделаю что-то плохое, мама дигвала была, жаловаться, да? А потом мама, да как будто своих нету проблем. Он и так занят и работает днем и ночью у них. Вон, посмотрите их паблики.
соучбош, болбяш, идут жалуются, и получается, что социалоник гош, одеждой. И непосредственно я тоже не хочу, чтобы руководители нашего или там региона как-то плохо думали о себе. Я никогда никого не задевал и не задеваю, и никогда народа не оскорблял. Я говорю только то, что знаю, и то, что у меня спрашивают. Считаю ли я братскими народами? Да. Считаю ли, что некоторые кучкозаврики сегодня фитнес занимаются? Я говорю, да, занимаются. Все ли одинаковы? Нет. Народ не ответит за таких людей. Ты знаком с работами историка Хасана Бакаева? Если да, как оцениваешь работы? Хасана Бакаева я оцениваю как гениального и лучшего историка среди 21 века среди нашего народа. Хасан Бакаев один из самых лучших. Хасан Бакаев, Хизриев Хаджи Ахмедович. Так, и вот поступил донат от Гилани. Гилани да Саадуэл, да Духуахуэл, Бодисник да Эзершка Соуду Летейл, Гилани да Сидуэла, да Алберка Дуэл Бодисник. Бакаева я считаю одним из самых лучших. Книга его есть, мне ее подарили. Благо, братья есть, которые книги себе, когда покупают, поддерживают меня. Так что к Бакаеву, к Хизриеву и Делимханову я отношусь как одним из лучших историков нашего народа. Причем да, Бакаев занимается по древней истории тоже, и Хизриев занимается аланистикой непосредственно, аланами. И последнее, Делимхан, он тоже, как говорится, на мандарины можно на этот момент отправлять. На этот момент. Можно, все можно. Ни один лист не упадет без ведома Аллаха, иншаллах. Башлам, скажите, освободилась, этим сказано, я думаю. Башлам, скажите, пожалуйста, точно, что наша конституция это такая же, как у Татарстана, просто думал, что у всех субъектов одинаково. Нет, не у всех субъектов одинаково. Там есть моменты по... И Руслан тоже задонатил. Руслан Далсаев задонатил. По Конституции я обещал, что дам, а я эту Конституцию, у меня она была. Кучкозаврики, к сожалению, везде. Главное помнить их мнение, только их. Мы, мусульмане, единоверцы, земля землей, а любить друг друга нужно. Ислам, да, Алсидуэл, абсолютно верно. Согласен с тобой на все 1000000%. Почему про гору Джей разве мало чеченский? Так, ведь каждую букву разбирает топоним Малчачкуарт. Почему тишина? Не знаю, да, мы это поработаем над этим. Что ты думаешь? Башлам. Бакаев писал про Мансура, что думаешь? Асламбек задонатил. Собордилович, я не видел. Я скажу, что со всеми, в основном, со всем мнением с Хасаном Бакаевым согласен. Вот единственное, есть некоторые моменты, которые я не согласен, но это, как говорится, я уже непосредственно со своим Собордилович, я посмотрю, есть ли Конституция. Я, это вот такая вот мне, мой брат Эльстеншхо Апты еще месяц тому назад купил вот такую колу. Она такая фирменная вроде бы. Маленькая бутылка, я очень такие вот вещи, как говорится, зациклен. И вот пью из него, как говорится. Долго храню, а потом, когда кризис наступает, вот такую микстуру, которая называется Кока-Кола. Это не реклама. Вот. И задонатили. Гилани задонатил, Мадина задонатила. Мадина, Гилани, Аллах дал саду, шубудис наш эзашка содур. Сейчас, подождите, я сейчас постараюсь посмотреть. Вроде Конституция была. Минутку, подождите. Конституция Чеченской Республики. Конституция. Мечо, где твоя? И моя. Я миром с вами, что отвешал, я? Как же я без Конституции-то, а? Конституция у меня была. Что у нас? Так, не то, не то. Так, не то, не то.
Религиозный экстремизм, Чечня, хроника. О, это у нас 92-й. Вот, Конституция. Constitution Российский Федерейшн. Так, сейчас мы посмотрим. Если я говорю, что что-то есть у меня, значит, у меня оно есть. Конституция Чеченской Республики. Сейчас я постараюсь. Одним из первых пунктов там было. Так. 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 Сейчас. Uno momento. Вкус колы, честно скажу, как черный тархун, я бы сказал. Вкус травы. Да, продаются. В Чечне все продается. Это же жемчужина Кавказа. Сейчас, подождите. Послушайте. Чеченская республика, Нохчин республика, демократическое, социальное, правовое государство с республиканской формой правления. Первая статья. Суверенитет Чеченской республики выражается в обладании всей полнотой власти, законодательной, исполнительной, судебной, вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий по предмету совместного ведения Российской Федерации и Чеченской Республики и является неотъемлемой качественным состоянием Чеченской Республики. Пункт 1, статья. Еще раз повторюсь. Чеченская Республика, Нохчичуя Республика, демократическое социальное правовое государство, республиканской формой правления. Всем все ясно? Я думаю, что дальше читать не нужно. Остальное вы можете купить Конституцию и прочитать. Вашу Дугдаш. Здесь написано. Я не знаю, как вам еще показать. Освобождайся. Да яшкин котма. Видите эту книгу? Видно? Вы реально думаете, что я вам вру, что ли? Аллах билац, суна. Статья 1. Чеченская республика. Нохчин республика. Демократическое, социальное, правовое государство. Государство с республиканским формой правления. Статья 1. Конституция. Всем все видно? Социальное правовое государство с республиканской формой правления. Кыгугай тешу. Теперь верите? Что тут непонятного? Все увидели? Я надеюсь,
Я надеюсь, все увидели. Это Конституция. Вот. И кто-то задонатил на этой хорошей ноте. Аллах да оставил, что донат. Так, подождите, я даже посмотрю, там написано что-нибудь. А, да. Это задонатил брат Ибрагим. От войнах канала с Ютуба Ибрагим Аух. Вот такой вот донат. Ибрагим Аух да сайл будешь иногда изершка соудохил. Так. Что у нас дальше? Ну, надеюсь, вы прочитали это. Так, что здесь написано? Башлам, раньше Бакаев выходил под псевдонимом, с чем это было связано, использовал фамилию Баксан. Не знаю, это личного характера вопрос. Вопрос личного характера, не знаю, государство в государстве. Ну, можно так сказать. Башлам, боюсь задать этот вопрос, но очень интересно твое мнение. Дудаев действительно был таким, каким его выставляет нынешняя власть, или его можно назвать героем чеченского народа? Бояться не нужно, по этому вопросу высказался президент Чеченской Республики, глава Чеченской Республики ныне, Рамзан Ахматович Кадыров. Вот, чеченцы, у каждого свое мнение. Каждый человек может выбирать по-своему, кто его кем считает. У нас разные мнения. Кто-то считает, что он много вреда нанес, кто-то считает его героем, кто-то считает его просто исторической личностью. За всех людей я судить не буду, честно вам скажу. Вот поэтому сколько людей, столько и мнений, у каждого свое. Для людей, которые потеряли все, близких, родных, в моей семье очень много жертв этой войны. И я по-своему могу на это смотреть, по-своему могу судить. Поэтому тут каждому человеку, у каждого выбирает по-своему. Для многих он генерал, для многих он шахид и герой, для многих он президент нелегитимного государства, для многих президент легитимного государства. За всех людей я отвечать не могу. У каждого человека свое мнение. Вот. А мнение людей, и насколько я знаю, глава республики и другие люди, свое высказывание, это исторические личности, которые были здесь, вот, высказываются по нему вот, по-своему каждый. Я не хочу сейчас из-за одного человека, я не считаю, что чеченский народ должен делиться. Это немножко политика, то, что ты говоришь. В политику я пытаюсь не заходить. И моя цель объединить мой народ, не делить. Поэтому при Дудаеве, не забывайте, именно за Дудаевым был и Ахмад Хаджи Кадыров, и Рамзан Кадыров тоже, и легитимно, и считали, первая война была вот такой национальным освободительным движением, пониманию, поскольку это пьяница поднял ненужную войну и вот навязал ее. Поэтому тут уже говорить и что-то судить нельзя. Вот. Это все история, но современную историю я вообще-то не хочу как бы затрагивать. Это слишком еще болезненно и кровоточит это все. Поэтому сегодня наша цель — единство нашего народа, возрождение нашего народа в рамках закона, в рамках Конституции. У нас есть свое государство, республиканского, как говорится, управления. Поэтому мы живем, мы учимся, развиваемся, размножаемся. Мы должны с уважением относиться ко всем. Достойным представителям нашего народа. Достойным. Мы слишком маленький народ, о плохих качествах и что сделали плохое, мы сами у себя дома разберемся. Мы ночью сами соберемся и решим, был ли он прав или не был прав. Мы не имеем права обсуждать своих президентов, свое руководство и все остальное свое с соседями. Это не ваше дело, это наше внутреннее дело. Это наша история, это наш народ. Вы должны понимать. Я бы с тобой обсуждал это, если бы ты был в составе Чечни.
но ты не в составе Чечни. Ты являешься представителем другого региона. Я не собираюсь обсуждать с тобой Аушева, Евкурова, Зязикова, Калиматова. Это ваше личное дело. 30 лет, ваша история, ваша политика отдельно, мы отдельно. Поэтому свои проблемы я буду обсуждать с таким же Нохчи, как я. И мы, вот, как бы говорится, будем решать это на своем уровне. Хорошо ли, плохо ли и все остальное. Поэтому каждый должен в своем котле работать и развиваться. Не обижайся, что я так ответил. Так, Башлам, во время депортации Казахстан тоже был Советским Союзом. Конечно, был Советским Союзом. Это была частью Советского Союза. Башлам. Парламент ЧССР в конце 80-х годов принял декларацию о независимости, что позволяло нам подписать союзный договор наравне РСФСР. Был такой момент. Витрас, говорят, что был такой момент. После распада уже, когда воспользовались вот этим моментом и не закрыли. Это... Витрас, давай сделаем так. И момент, сажим щепетильный момент чуешь, давайте это обсуждать чуть погодя, сажим свободы дует Сумансане. В конце 80-х годов, 89-го, я знаю, что во время развала СССР, никто об этом не говорит, фактически считается, что 91% нашего народа, именно Чеченской Республики, были против развала СССР. Но об этом не любят говорить российские СМИ, не любят об этом говорить никто. Почему? Потому что получается, что чеченцы по сути не были виноваты. А признать, что чеченцы не были виноваты и была развязана война в составе одного государства, это для тех, кто занимался этими преступными решением начать войну в Чечне первую, это вот им невыгодно. А на самом деле Чечня это был такой же субъект, как и остальные. Ведь Чечня попросила не больше, чем Татарстан. Однако в Татарстане ничего не было, а в Чечне произошло. Из-за безграмотной политики одного пьяницы, о мертвом или хорошо или никак говорят, одного пьяницы и пару обормотов и недальновидных генералов, там, таких как Грачев и все остальные. Поэтому это болезненная тема в историческом плане. Я считаю, что чеченский народ пострадал больше всего из-за этой грязнейшей политики, которая была развязана олигархами для того, чтобы приватизировать всю Россию. Такое вот мое мнение. Так, Бяхмабилыш. В последнее время в интернете все форсируется информация о том, что русские в Чечне во время возвращения чеченцев были против их возвращения. Насколько достоверна эта информация? Да не только русские были против, армяне были очень против. Многие армяне были против. И русские. Ну, я же рассказывал вам про бунт 57-го года, кажется, бунт подняли из-за бытового убийства, что были против, чтобы заселялись обратно в Грозном. Об этом был, конечно, были против. А что, дагестанцы не были против? Были. Дагестанцы были против. Вплоть до Шатойского района Сюли сидели в чеченских домах. И когда их пытались выкидывать, они подставляли чеченцев, ввязывались в драки, специально делали так, чтобы на большие сроки сажали чеченцев. Было ли это так? Было, есть тому доказательства. Аух возьмите. Аух возьмите. До сих пор 2500 домов не возвращают чеченцам, акинцам, грубо говоря, не возвращают аварцы и лакцы. Все об этом знают. Закон о реабилитации Хасан Нохчи, Удер Хасан Нохчи, Тайпа наш Ховош, Цер Гихтару Мячусой, Цер Нохчи Хасан. Ой, за 2500 домов не возвращаются лакцами и аварцами. Хотя они ежегодно отмечают день депортации якобы аварцев.
Якобы климат был плохой, когда их переселили и так далее и тому подобное. То есть, а то, что взяли с горной, с Кавказа, с теплого, великолепного райского места и отправили чеченцев за несколько тысяч километров, где по дороге трупы выбрасывали, где не было в скотских вагонах, умирал народ, это не депортация. А то, что, оказывается, с горной части переселили в райские места, готовые, горячие дома, где даже некоторая еда, говорит, еще от еды поднимался пар, заходили в эти дома, жили там, а это, оказывается, суровое переселение. Но это несправедливо, несправедливо, братья. Как бы кто бы это ни говорил, это несправедливо. Очень много этих документов. Мы же тоже это знаем прекрасно. Еще не остывшаяся еда была в домах, когда заселяли эти дома. Ну, не во всех, конечно. Говорят, что это было насильственное переселение, якобы, что там после переселения климат был плохой и так далее и тому подобное. Поэтому нам рассказывать о том, что добровольно там прямо всех чеченцев возвращали, нет, не встречали. Ни с одной стороны. Единственный, кто добровольно ушел, освободил земли, мирно, считается, что это были грузины. Вот грузины были, и все. Больше никого. А армяне были грозненские, тоже они, ой, не армяне, а евреи. Грозненские евреи, грозненский раввин, как бы кому бы не нравилось, проклял всех евреев, кто хотя бы тронет вилку или ложку даже. Башлам, на PayPal дошли, дай мах, ваша, пока не дошли. Как дойдет, сообщение придет, я обязательно скажу. Цакачем ваша. Башлам. Сюли Эльчик, записи на по группам, да, искусарю. Мне абсолютно наплевать, кто что там раскинет. Я говорю, как есть. Сюли Бога, определенные люди, которые занимают дома ауховцев. Об этом говорят их религиозные проповедники, Костекский, Мостекский и все остальные, что нельзя занимать дома мусульман, если по праву у них они не выкуплены. То есть сам ауховец продал этот дом, допустим, аварцу, это можно, это халал. А если политическая система поселила, заселила, это нельзя. Башлам, можно сейчас сказать, когда нахчи приняли ислам? Ну, считается приблизительно 9-10 век. Конечно, можно сказать. А как там насчет того, что им сегодня дали дома в других местах, но они даже после этого не уходят? Это тоже верно. Это тоже верно. Построили целые районы, ну, под разными соусами, за деревья, за зелень и так далее и тому подобное. Ну, по крайней мере, так говорится. Да, евреи не только заселяют, но есть те, кто охраняет. Да, все, что охраняли, приумножали, вернули, грозненские евреи вернули. Стоит отдать должное. И насколько я знаю, считается, что есть такой еврей, он сейчас живет в Пятигорске, ему дали, кажется, народного артиста Чеченской Республики. Не знаю, живой он или нет, но этот еврей пошел на вокзал одним из единственных людей, который с гармошкой встречал чеченцев во время возвращения на Грозненском железнодорожном вокзале. Башлам, значит, во время татаро-монголов мы были мусульманами? Да, конечно. Однозначно. По крайней мере, восточная часть нашей родины была. Да, такая чекушка Кока-Кола. Аллах вежрей. Все, что приходит, сразу как пришло, я вам по донатам сказал. И последний, который прислал донат, я зачитал. Вот последний, кто прислал, это Ибрагим. От Войнах канал группа. Я вот зачитал. До этого прислал Гилани, Мадина и Гилани опять. Вот все, кто пока прислал. Вот это раз, два, три, 4 человека прислали. Я это зачитал, поэтому прошу не думать ничего плохого.
Войн цадукка хаюрш да хари ас и цакаю дякны крор, ну, все, что приходит, можно очень легко проверить. Аллахи, дек дошту. Мы на этом не богатеем, все, что мы получаем, мы используем благо, как говорится, нашего канала. Вот. Горские евреи участвовали в Кавказской войне на стороне Кавказа. Да, абсолютно верно. Горские евреи участвовали. Верно. Во время Кавказской войны участвовали, во время Горской республики они участвовали, во время революции они участвовали. Поэтому... А евреи в Палестине не думают сделать так же. Я за евреев в Палестине не отвечаю, Свобода 8. Я не знаю, что там происходит. Башлам, когда ты поедешь по Анкисе братьям. Мурат, валлахи, ва алейкум ассалам, Умар. Я очень хочу поехать в Панкисе, но пока сакар копяк цакача, я очень надеюсь, что до весны соберу немножко денежку и поеду в Панкисе братьям. Или весной, или летом. Сейчас из-за этих карантинных мер пока трудновато. Ветрас далса, дуэл далса и дуэл. Бодиснег, эзашка соудолил он лузиндер. Вот, я понемножку собираю, там, если что-то не влазит, там, как говорится, в наш стандартную работу, мы обязательно поедем. В Панкисе поеду, в Аух поеду, иншаллах, Содинуса. И Шаройский район, который мне нужно до конца исследовать. Очень много вопросов по Шаройскому району, которых очень интересно. Но я должен найти такого энтузиаста, который по Шарою бы везде со мной ездил и не говорил, ой, езди, арсих, дуй, ардуй. Везде, чтобы хорошая машина, и мы везде смогли. Самошаняться, пока возможности у меня нету. Но мне нужно полностью вот по Шарою закончить, и Тумкали закончить. Вот. Чеберлой фактически я закончил. Вот. Шато еще нужно закончить, поэтому места, куда нужно поехать, очень много. В отличие от тех, в которых я побывал. А к братьям в Панкийское ущелье я обязательно поеду. Мне нужно записать полевые материалы. Я очень хочу встретиться с Хасу Хангашвили. Я очень хочу поехать в Омала к братьям, посмотреть Хельдеяр Хойцев, с ними пообщаться, с терлоевцами пообщаться, которые проживают в Мелхи, которые проживают в Панкисе, пообщаться. Со всеми братьями хочу пообщаться, просто, вот так сказать, по душам. Царь Гудуица Гудумуду Ажа. И наш брат Шаройский Туз Умар задонатил. От шароевцев, как всегда, очень люблю и ценю, когда Умар донатит. Он никогда не просил не называть имя, ничего. Всегда отправляет донат от всех шароевцев. От Шарой Оли. Дал сей дуэл. Шарой. Держитесь, выжили. Дал дух да дуэл. Будешь на кезашка соудолюшу. Поэтому вот так вот, как говорится. В Шарое я очень пожалел в этом году. Я мог порыбачить в Шарое, в Высокогорье. Я всегда брал с собой удочку, но в этот момент я как-то это упустил. И никак себе до сих пор не могу это простить. Там есть Высокогорье между Шихароем и Тумкали одно озеро. Это очень круто. Это очень круто, там, ну, как-то не получилось. Башлам, этого Шпильмана выкинь, свои иудейские звездочки здесь отправляет. Шпильман, ты можешь без своих иудейских звездочек здесь разводить свой этот сионизм? Нормально делай, да? Нормальные диски поставь. Вот. Выжри. Давайте дальше. Нахчи есть в Израиле? Есть нахчи в Израиле. Теперь я понимаю, насколько много среди чеченцев сегодня очень много недальновидных молодых людей. В Израиле вроде мусульман не принимают. В Палестине происходит, ты сказал, были евреи в Чечне этническими евреями или религиозными? Были эти евреи в Чечне этническими? Нет. Этническими евреев нету в Чечне. Все евреи, которые были в Чечне, это были пришлые евреи. За чеченский народ. Вот такой донат прислал Айса, да, Саадуэл, да, Дуквахвал, Боудисник, Эзашка, Соудолил, Визендер.
Айса прислал за весь чеченский народ. Такой донат. Вот. Что там дальше? Дальше. Башлам. Устрат хой. Устрат хой. Хеззасон. Тайп устрат хой. Разные. Устрадхо, устрандхо. Сунца устрадхо хезасон, устрандхо цехезасон. Это не разные тайпы, если есть. Да, абсолютно верно. Ну, это... сейчас я скажу что-нибудь, это опять кого-нибудь заденет, и поэтому я не хочу говорить про ответвление, гарш, нет, я не буду говорить. А там дальше уже решайте сами. Везре, если вы не будете обращать внимание, а будете задавать вопросы мне, будет намного проще. Так и не научились. За 3 года сохраняйте свои нервы. Будьте проще, будьте умнее. Интересуйтесь своей историей. Интересуйтесь, говорите о своем. Почему вы обращаете внимание? Если нужно отреагировать и ответить, я отвечу и отреагирую. Будьте умнее вообще, я не знаю, Башлам. Крепость Ведено была названа русскими генералами или сами чеченцы ее назвали? Сами чеченцы назвали. Никакие русские генералы никому ничего не назвали. К сожалению, Хабиб Успанов, я очень мало могу что сказать про Тайп Царахрой. Информации нет у меня. Мало информации. Пошла, пускай сидит здесь этот Шпили. Он нам не мешает. Я поэтому говорю, не обращайте внимания, задавайте вопросы мне, обсуждайте свою историю, свою географию, ну, свое, уважаемые мои братья и сестры. Ну, вот вы реагируете, вот нужно же быть как я, вы думаете, как я ведено. Это нужно спросить у лингвистов. Гумхуай тайп хазим, гумхуай тайп хаза, это относится к кумыкам. Кумыкский тайп ложь, что гумхуай. Аслам алейкум. Салам маршал дук. Дук им дил боч сейд нохчи галга вежерш. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Ты сказал, в правительстве Израиля много палестинцев. Как это можно проверить? Вот, опять же начали. Башлам, как ты понимаешь смысл этой пословицы? Какой пословицы? Повтори мне ее, пожалуйста, Шпильман. Я отвечу на твой вопрос. Среди всех народов есть мусульмане. Да, есть, правда. Это правда. Башлам, це ведено, це да, ваш хвальный небу. Богдац. Це ведено, є ведено, юрч квелен, циге, Аберкин был. Это еще в 15 веке у Аберкин многие села, которые основаны там, основаны другими тайпами. Но я не хочу это сейчас обсуждать уже. Почему? Потому что обсудить Мадиньяха это происходит ногчи кому кваленюк, ногчи чуаща йол юрт, ногчи кому кваленюк. А вот эти тюркские, сюлинские названия это влияние времени имамата Шамиля. Вот. Сумок. На официальный сайт правительства зайди и прочитай имена самых простой способ. Ассаламу алейкум, расскажи о тайпе чертовой, брат. Чертовой це ногчибу. Док тайпаду. Це ногчибу. Ну, темшпяша гюжи махка. Ламма юрта цигайс на це, ну, уж чадега. Ой, це ногчибу куш. Шикуяц.
Нет, на время заключения договора с Россией. Первого договора не были мусульманами. Второй договор уже были мусульманами, частично. Как раз таки об этом и говорится. Шпильман, отправь для начала мне эту пословицу. Что за пословицу? Ответь, Башлам. Где эта пословица? Что ты ски? Если не можешь победить толпу, возглавь ее. Очень хорошая, я бы сказал, еврейская пословица, но это, я ее читал, этот афоризм. Если не можешь справиться, то возглавь ее. Будь ведущей силой этой толпы. Хороший афоризм. Это не пословица, это хороший афоризм. Где этот второй договор? Второй договор опубликован на сайте парламента 1810 года. Кажется, договор Душанце. Древние руины лесах, которые уже сильно засыпаны землей. Значит, в Чечне было много больших городов, которых мы сегодня больше не знаем. Это неправда. Много больших городов, много понятия растяжимое. Это неправда. Нельзя так говорить. Города были, но много. Это уже метрополии большими не было в Чечне. Поэтому я прошу тут осторожнее. И в какой период вы говорите? Древний, не древний, надо уточнять. Ассаламу алейкум, башлам. Алруа тейп нахраться. Ну, Алруа тейп, как мы знаем, один из больших тейпов, который 800, кажется, да? Чуть позже биноевцев спустились в Нашхе. Корень их тоже в Нашхе, то есть родовая башня Алруа Нашхаю. Большой тейп по географии разбросан в многих местах, начиная от самого востока, то есть Ауха, заканчивая самого запада, Псидах, Дюлкюрт, Алруа Духметкшка Абу. Поэтому ничего тут такого нету. И как попали в Биной, в Шатой, Дугдаш. Биной никуда не попали. Биной, как и все жители нашей родины, проживали везде. И если сегодня Памто проживает, допустим, в Аухе, как он туда попал, говорить не нужно. Он у себя дома. Ичкерер, я тебе сказал, кто такие Гумхуай. Умки, Гумхуай, это одно и то же. Что ты удивляешься, я не знаю. Вот, поэтому никаких претензий быть не должно и возмущений не должно. Бено-юрт есть в Шатой, на Жаюрте, есть на Теречном районе. Бено-юрт, документ кшкахала. Бено тайпо шажим тайпдац, док тайпду. Чему вы удивляетесь? Если Дай проживает в Шаройском районе, и Дай проживает в Чеберлоевском районе, Дай проживает, допустим, в Галанчевском районе, если удивляться, не удивляйтесь. Это все один субъект, одна родина у нас. Почему вы так удивляетесь? Для меня это немножко шок. Вы думаете, что Шатой это было неким анклавом или государством в государстве, что ли? Никогда такого не было. Шатой всегда была и есть единой частью нашего народа и нашей родины. Даемный тейп наш тыч. Валла отцасу нам, вроде что обсуждать. Салам маршалду, псидахир, вежриш салам маршалду. Издалека брось свое экспертное... Я не понял, конечно. Башлам, раз тут говорят про тейпы, задам тоже. Назови 5 тейпов по численности, если знаешь. Я знаю и отвечаю тебе на все 5 вопросов. Нохчи, 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 Нохчи. Вот 5 тейпов, 5 народов, 5 этносов, которые самые главные на территории Нохчичу. Больше такие вопросы никогда мне не задавайте, Вежри. Эти вопросы вы можете задавать недальновидным историкам, политтехнологам, политикам и так далее. Для меня этот лакомый кусочек, чтобы я бросил, а потом из-за этого произошел даже малейший раздор, я человек, который преследует национальную идею моего народа. Национальная идея моего народа заключается в единстве нашего народа. И мне Беной, Дай, Алруай, Пешхуай это одно единое целое. И никогда в жизни никому я не позволю разделиться или делить нас. Если у вас есть хоть капля любви
к своей родине, к своему народу, никогда не делите ногти народа. Да, внутри у нас есть тейпы, семьи, фамилии. Это всегда было и будет и есть. Но мы единый народ. Никогда никому не позволяйте, не давайте пищу для размышлений. Особенно я это говорю всем нашим ногти, которые проживают в Европе, Казахстане, России и где бы то ни было. السلام عليكم مجري وعليكم السلام ورحمة عمديتك موجي فد مد الله. حمدي موجي حوشة. هذاك الحمد لله ايه الطيب نشغلات ايه درس مجري جيم بير درت توش دو نوري واحدة هنشينا ده تشيبل وقت واحد ده جيش تلتم ده العوا غيز تو ديك تقوري بقى ديك توخات نخليت جيم اوجر جيم غول وشي كده حطيبن ميلوال توش إلى باخ هقعت إبل ووصل جمسة والشرط وخلص إلى الباخ خلعوا إلى الباخ وقت حبته مرزد وردعنا لات Жертва. Хозяин, Маша, я не хотел об этом говорить. Ты знаешь, теперь я начал вот этим старым чеченским поговоркам верить. Когда мне говорили о том, что жертва евреи, правда это? Я всегда говорил, нет, неправда. Но теперь я сомневаюсь в этих словах. سموال غير تخايشن سموه قدو عايشن هنز مثلا صديون بينو شو قوي سويقات سبينو ويدر شو قصدي تونترو شو قوي تونترو وقصه إيش تبينو وشرتو شو شرتو وإزقيتها سعدو ويبوك بدو سعدو إيش تمدو ملخ هو разбор чуть человек хоть разбор швачу хула судина айва هورسبورغ حينتويز да су черту что там с разборкой был человек хочу был منو قال منو какой وينيجو رسبورغ حينتر بايس ساسو ها ايه وز гуно связано что там с разборками и соцови انشينا короче يتريل شخصون соцоvi انشينا يتريزون بعدك ديك يسون يتريل شو شي يحم سجيتي سيوح قوش هو يحشر حيحشو مش عياتي معك عجبنا انت دقيقه قميل قش دو تاع بوزور تانا وات تاع بعدك ديك تاع مدر تاع سيقيتر ومش تاع نيسون ديغ ومش تاع قميل قش ورسو دوي سبعدك ديك ها تاع افيدا ورقص تاع ابريك وإسالن دوينا إبرك إفيريوش مو شارك غولس تاع دون تاع دوي أسيتين كاس غروزينسكي يشوفها أنت رك دون هو خير هو برسو سبيرو века دون ингуши защищали Бог с первого века и угандон эльчо чего защищали-то я не понял защищали ушели лямш защищаttеш любой мастер оқчена масала дойона любой мастер оқчена сана олеч берш 3 жылы уга олеч берш гүржи жылы кетио ладно та интересно камел изам шейдите та that يغص вопрос для ерас образование муу этим и да сам question эфир журар وتبغى دي сразу образование وياك يوقيت رسو يا ديون что вопрос саму кечар дилла я дион 17 лет мне было я учился короче мацо класса су короче говоря твом бел школа кидаться деру радора спорт это so гейлат мовил это дуйчо и вопрос да это как раз чуянче эрдарас черту выжри доктор ижри Сачо дихар досует. Еще раз я вас попрошу, умственно отсталых, больных людей, не обижать, не отправлять его ролики. Вы знаете, каждый кедо ош, да, на дурных больных не обижаются, не обращайте внимания. Худы идутся. Да, может, долг эрдервайсон бусул балари. Ama ему Erdoğan elçi sonra подписаны çünkü boçan der marshal daim отсюда عودة كويتان دار حكم دال آمين دال إنوخشي بس إيديل تين إيدوس دال إنوخشي بس تين يلا قوات إذا إيديل
ايه سم قطع وجه كروتشي مدر ونصول إزلوي جروزين ونيا دين ميديا دين ساختيب تسكول مو يقن خيروك مش مور هل سغل أكاد سكول يقنا يو إيش يجي خطر دلجات شابين توم بيتول ولا ذكر وشي قولا يخ إم ودولش الخصدي دوار هذا كنتو جن وشابو قيتي دوار هذا كنتو ده هو كراس واي كلينيك يوخ تاقي وديولا ديك دوسيس إفيرجو أرقص نقول لك دي أقصد حين يتشغل خايت لابو حق وسوق ديولا تار صديون سراز ويتسوي واحد يصلحوا دون بقدك وديز كنتي سيريوزني نشبو اي هدو على اوغر انترست هدو واو تقوات قوله ما بويش نسام دين دعوه الشيء ده قعدات نوقتي قام عيبوك عشان بويش وين إذا عن تقوى حاجين سنج بولتاتيج لا تسكتيو أقيو قياس غيتشد ديريكت جوا سوق دوي وهوني هذا مجرل وعورزانا وست هو مجرل يتاقيتيو وعاغين اس جورجي مخكايول اسيتينك وعاغين قيتيو اس فاميلي كلهم بيكو قيتيو وإتق وعاغين سنج دوي نوخشي دون نميوكمي دوي كروشي حديث العقل غاية جورجي بيخلابات زمن شوى أبد حوالي نروح إذا سبب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس تواش ده ده الفيزيو ما شو شو مدحض يا أخي حكيته سمعت عن أخوش صد سبحان الله شو غاية سبحان الله شو غاية وشا سبحان الله شو غاية تنشل سويش كان دوك ديك أو تعطيه وعليكم السلام بس حماي إذا سيد ديلو واتشو قوير شوات سيدي استني قوير شوي قدو إذا سحر بوقت لهم مش ده سماجي سحر كل عمل ده يلا سيعرف دي عمل ده فالسة بيشبه ديل ولا عوارض بال هون بوز ديل يلش حديث مدة شو استغفر ديل يرسل ما شو سابر دي مولي قبل دي تحسب تعجيم سابر دي اخو انا ولا عجيز عجين شو اساسي حلت عجز ولا عارف ودي الدرون ودي اتسال خزا واسع شوندگی زاتا تاشی دو نه يورا بيخين اس نيخت ارغ زدات تدين نيخت ارغ نيخ اومت ارغ سو عاش وولش اس نيخ ويلش نخشي شو عاش وول ارست هاي قيرش بو قير عاش بو باكش احسن ملكم دي تيشيرت ملش يقل ولو تلفزيون ملش يسلي حو اسعد داير دون مدلا اسيستالن يسلي حو نيخ اومت ايقن حو يوروبي داون عشخل شي تاريش دينا اصحاب ورش وات ادرق نيسو نيخ ترى عشادو نيخ ترى سو نخ جو الكيرت حقيقتاس يو افير شو ويلشا سو ورستاي قومو أرسلي شاش قام دو البحث ها ويلد اللو يورو مزوتي ويلد اللو يوجي خص حقي عنده تير نان أتنكلو شو قتشي إلدي على خير ده تصدقكم ها ويلد اللو يو سون ساس ونشملويت سلازو باصون يعني سون حتى على إفير شوي يعني طبعا تعبوا شوار معمدي تاني افيريا داشت شو إقناش تعهم all match نو تيبا تعهم شدما دايتة شو هما آل تدا ديستخل تدا 90% ناختك شو هما آل غيرش بات آل ميشاعي ناختي شو عباش بوي عشان ميشارولي إلي تشوق يوروبي كان واحد لا عوشا بوشو بيتشيوش هو شو حسيش يوروبيا ولا آسيا ولا كيتايا ولا هو كوزا زамян вон человек специалист 100% специалист области Чеченской республики освободил человек забыл وارست هو عوشا بوخ أومن ولا ده عشان ولا حيد مغلب وساواس نوختي شو معي نوختي شو حيغي ولا استقويا ديت ويدقهم دو
نقطي معي بها يا الاشي. شاحية بحثون وصوي يوروبي إما حقوية حقوية بيق الانترنت نوختي معي بها الجبات وتيبا نوختي شوابل أرستخوي شاش نوختي بات التبع بو نو إيمن أرستخوي تبارتو أوبشم نوختي بارتو ها صابردين تعممت على تونش وجري تعممت على تونش تعممت على تونش شو داعي درس ذات وقش انا داعي درس يدعون شو قال صديح بوخ صار ويتوتش بالنقبات يزدعون قيهم ما داتشن قيوبشي ما داتشن والله بالله تالله دين قد قات ارتدوي بي نعم بوخ شو سين خاشتك ما بوخ شو إيوي عيدل ويدحول داق ويقام ديق بيديش قام يلا مداتز قيتيا دقوغيول أنكيت شوي دعي دو أشوق إشكريسكي يول أنكيت ويتير أنكيت وينوخي قام ووشي ها Черту, Рамзан, Мансур, а сейчас перезагрузиться я хас, сах, дадели, а перезагрузить еще не хочу делить. ديكو Мечтой? И в прошлом эфире у нас было 398 человек. Ваш Руслан Салам маршал ду Брюсселер вежешкер элла Руслан Барзукаев стоит да на такача через PayPal. Руслан. Это вот только что сейчас дошло. Это о том, кто задонатил. Вот. И все. Что Мансур хочу вахитываешь? Что больше ахуала чура? Ассаламу алейкум, йо. Салам. Сахвала чурхан баштан. Хуз эфире чук бой. Угур хал аатан. Хойл ключ. Юк малял бист халит бош бол нахбат.
От Колумбиковой, Афиде Хойшина. Да, он один. Он знает нашу историю лучше, чем мы. Он один. У тебя жена ингушка, хорош, но изам посторонний теми. Специально хаттар ждать еще дяша. Ты Муаммад Вали Милори. Таоко шухок чуошса. Муаммад. Ой, хочу вообще. Муаммад Вали шухса. Таоко хэнан. Беслан. Хокста гюси эхти. Ахи цави тагалли ворк. Муаммад вош. Ну тоже аршига амел то иза ути короче окчо афили амел хол швег утига комментарий да олину хаттар долуч да олш хаяш типа хохон хар швег амел дуту проглатывать деш и барктер ше орч деш ладуа шаш дуа цадола ардол Мансур, и вопрос ведь духа больше. Давай сразу важник Эрли ответит до духдаш. Я не норнеец, я не Хири, я не Колумбеков, не Артема, не Русики, не все остальные. Я представитель своего народа, Сонохчеву. Я призывал и призываю всегда только к конструктивному диалогу. И кто хочет зайти пообщаться, я не против. Я понимаю возмущение многих наших, говорят, вот ты даешь им площадку, а они с нашими нехорошо относятся. Но вы же все сами слышали, а свиш пригласить меня до конца али тярг вердает, лождает, ас ала олит, а свиш скулит, гылка вистхельш. Цергылцаны, ой, сравниваться, дирдать. Приглашают они Колумбекова, пускай приглашают, это их личная проблема. Мне без разницы, пришлет мне осетин, азербайджанец, дагестанец, кто бы ни прислал эфир-запрос, я открою, я отвечу, если я знаю, пообщаюсь и закрою. Если вы видите умственно отсталых людей и ходите, слушаете их, вы, любой чумбас, Мансур, вы являетесь на уровне этих людей. Почему? Потому что кто будет слушать дурака, если не сам дурак? Ты пойдешь? Я понимаю, что вы хотите услышать, что он оскорбляет наш народ. Но я говорю, 1000 людей за эти 3 года с левыми никами пустыми оскорбляют нас. Неизвестно какого представления, какого народа. Я этих людей защищать не пытаюсь. Но я церга и боршал. 2 нолда церг. Я хагоч, вахе, сарюахю, асхарбах, ашубах. Его берта адиз, его туамба без, его худа диз бош. А что? Разве мы скрываемся свои лица? Разве мы делаем? Нет. А иша куютош, хани нацош, хан нахали на ютош, лом хайер, вахина, вين авторитет, вين хую и ала. Ош хазда ацара, кият юкшлир шо, ятия ябуаша йошо, газ юкай. Асишт ала, бил, цундера, Мансур, хайдэлда. عودل واتس يا نخشي عودل داتس غير قاعد دينا دوشتو هو يوتسوش حني نيوتسوش دول وير عادي انا تغليشتينا شرطوس حديث يا مسكلاس يقنا تسوش هم يغلط ديا تو وين اباخر تو اس سون مسيت ترولك يقنا اس ابورش ياتس باخسي اس ابورش ياتس اسين دا الشين لا تون دنيستي دي شين سا دما دي и дебил юqiyetишо. А дебилы гудуются, ты можешь только спуститься на его один уровень, как он стать дебилом, понимаешь? Кто его слушает, дебил, кто ему задает вопросы, дебил, и кто думает, что он даст разумный и честный ответ, тоже дебил. Хокчу Анвар, Борис Барзаев, он договор в эфире, ахилол. Кик Кодин, Дейл, да, ой, вежри, хридук, има, ты, мы побратимы, мы с тобой такое дело сделаем, вести будем, а милшти, на? Там батаина, керкапяк сет, саму поддержцейна, я, она ялах дай, вала, ночиш, луш хиечан, луш лиешу. Цундер, ахшда хайтари, мы все это знаем, ахшда атниха, вайн, камер и атиха, вайн, кидек ха, вайн. Но не ставьте всерьез никогда в жизни эснахи, глядях, чумса авторитетен, Кихум да отца Мансур, хайси мадая. Потому что из-за талештина, ош хазда отца,
эти ши собственные блевотины, моче علشوا بومشجيش تيوا أنا تسوى دينك ده دين أولى وعوجر مواسيو يا حلقة تنسونا интеллигент интеллигент волноваться. Поэтому мы не будем первого твоего вопроса, я тебе отвечу по первому вопросу. То, что мы, после то, что мы даем им возможность, Мансур, мы же ويا ديكودو ويا دحر بوصل شو نقشدو ويا دعال يشو لبوش تجيك أوشك حقيقي ديستخل أو تروك ديستخل إيلري أوش زغيق ليلري أوش ديستخل شق دولس ودو يخريشو دو يخير دال حلقات اندوي ويقوم حلقات اندوي حق كفكاز مخكع ميرعش بوشان حلقة دعال يشو с глазу на глаз, кто умеет разговаривать культурно, мы дали возможность, мы дали площадку. Это. После этого царь Ючо, царь Пантыши, царь Пичи, Уахоши, ты такой сказал, 1 век сказал, 10 век сказал. Это кто говорит сам? Безродный. У него нет, он безродный человек. Это. Что, щеда, хавело, щеда, ларамбяш, ватси. О, она не ау, واخر يحن له أي شيء تيجا عشبولا نقشش كرورون ران или поздно كرورون تانت واحد تجرج ماكي دعبي حوصل ليش بو قيش نقشش كرورو سونديرا هاي ايفن داش نشتر هنرش بو هتشوبوغي пожалуйста ой дистхерду хазгылка ой вежришк дистхерду чуца богш беш значит شو بحكي نورمالنا بيستوش وانت яшлюш беш я еще кал маабат я иш борша бац тем более у них нету ни национальности нету ни гордости ни чести сом допустим я никогда в жизни не сяду за один стол или в эфир не пойду там к Буданову я не пойду вот такой я человек хороший или плохой это вас удивец нет я хауруац все надо или когда бы юж так все سؤالlardan sataviyordum вообще qiyamlar başlam. Suallardaga çok bu işte hokçu diyor çugla diyor. Şaniye şu risk hayak. Şan vidi olmaya dabal iş suallarda budu. Tek çok çizer emletler uğrağını kaç plento sel yaqbal dno uje probita ve tar ahtardal ve tar tane nisbal urda qabaya ismailini da يهمش ليلو تاني просто حقول إعداد وأفيلي تشول شوك انت تشول لقصة خز ولا إيش ولا موخ ولا قميل ده شو شيء إيش واحد ويستخل شو تواحد فلت عايش تجيخ إن ويستخل شوك إسراز وأروح قنا أفيل أدل احتياج ما ياي بوخشتا Nisto, nis хият, nis баха, да, ой, as идин да дар из и просто тягу ситуацию, а че ой цац была, са болбеш болбеш, tu ой. Башла Буда на watch мау, цакитер совитра са бошла. Watch мау ба. Нет, ты не понял. И фамилия Багас, ишь же фамилия Бог Дарсай. Витрас, я имел в виду с такой же фамилией или его там родственники Бог Дарсай. Бог, не что Мансур, да, воем дац, просто вой чубяк, шулу гам, вой не чубот, а цац юх гейцел, школу вой не ше, я бол бяш школу сун, вой сотрудник будешь, то есть армия будешь, киечана будешь, сан ше юх гейцел, или ше йол объектери, إيش جايتي شياس داخل شتات متك شو داخل شو بيحكي نتاعت بول ويجربوا شو جايتي شو شيء جايتا ح تليفون شو ترجع مو خدلع نو جايتي شياس تصير قيتي واسمه با تار شاش شو بحكي شو تبغى تثبت شو بوتس داخل تار يحمد جايتنا بشلام شينش شو بحكي أترنيش صباح كيت يحجوش ولا تار إيولدر تندري بيدات شون يوم سوري شوك السلام عليكم وات هوي شو وسوري ساجم سوري اسمك وات ساجم بيتش هين تعال как раз чудо Рамзан дела бодик ишчан исключение бяхмабил Рамзан шилуаш да ишчан сокият исключение там
ويتشانا موقجبا خجي قوهما تأولسونا تنبولي حقفير جوا وعاق انتحمي نوخجي جوا قانش أسكر بلاه دوش آلا تأولوت إتانجي أي ها تأول بتحديشي دي ده تصعود إباد بيسان أول حوغلا دوش ولا صون هدي كويس باشلا شلا أور اشتعمل ننترالنا إردوكتنا هم جاين تدولج أو إمسيوغ مخات إما دي توقي دولي ليش كوشو دولي ديت أولي داتي يوقع إذا نيس دقا نا أبيحتكي شاملو هدو تغوش شو أولي تان سيوغا لبوي چunga ديت ترمداي تان دالي Pehta damo ovaj vir vatskli, še juhce goču primat vir vatskli. ساي نيسو يا حيق الدوشو Eto تباش avat vičueg, to vajca abach iš jų Kolumbeka vočigo ciga abach to iš vonco vičueg, avatsom. Не, сунам вообще новца до, что ветер, вообще абсолютно, голый штат. ой تنواش رسلانو إليق وشوها ومعاتسوني افيدي چو انا равно сильно тому, что он заходит тебе в гости домой. Если ты гость, надо проявлять этикет там, туда-сюда. شي اتيكيت ما حاشا جينو مواتي حاشا Индо. Чехтах ми гадую, запомнил قاوي غلادوش دوقون Дейлер is гулшин, что я хил ночи хоногой. Квалтинах, суалы чур. И темно шуйцавой, эйлерк, я хотя мой раз уж. Мансур. Мансур. эйлерк, شوهم قال صداع بوخ سوين أبريكات دكتور إتيمات اللي وقو إيلر إذا رمزان إيلر إذا عم إيلر قشم إيلر رمزانس إيلر ما إتيم هو تيم يخايشن إتيم ديريو ويدون ويديق يشبوش ده سندبو ويدون حجل هنس например بوس وين خام هاي تيجي ليش شيء قوم خزني يخصن شين ده مخشيق دول الآن بو خل نانا جستات ده يشتوي قام اقترض ديوان وي أبريكات تشتو ديوان وي يحيى داخا وي ديوان وي عيدون دحل داخ وعيدون دحل داخ يهون ديشتو تخن وي تروح ديوان خاوس خلي وي برت بوش دات وي ديوان ووشي ديوان جامدل تان ليلو أدخل وي موخل ويخدون ويتجملوا تعاقوا بدي جوتيش إيش وين تيتيش شيء بوخ بأدخل تان السام يدو تغن باخونا سام تعدون ويتعدل أيضا ترشيا تلا سوون شوا ريكلاميروت با ويتعدل أيضا ويبولنس ويستروينا ليش تعتقو الشوال لسو الشوال جينا الشوح والله بأمدو إذا تسأنا نخشي متخ إيشكيري بيرق شول شرز نخبو الشوادات ندقو برشي تشيست دون الله يموت بيش نخبو الشوادوي كونكريتنا بدرجات وش وساري ثق تغنى قيت سواء يو ديريكت شوال لقصو عن شينز ديريكت شوال لقصو أكتيف نيش بو تسارس تسأنا نخشي موت بيش بوش تسارس قوسل ولا لسه دوج ياليش صار شيء دوج حولش دحليش أس ويد سي دوج داولش ذات إف كان سيتا كان سو والله ويلول هو ما بوش بيستاي ده ويلول هو بوخ يا حيوخش هينز просто даже один тот факт что наши соседи стараются нас стравить против нашего главы это уже повод задуматься Для чего это делается, да? عشان كورت بول تقوي ده هرشا هرزامي هرشا زام هرخلزامي وين قاتشك شيكو ياتسو ده طبعا ليش دينا ح قيت عمامنتيو ويبصل بناخذ لها وي بتشعب عنده خيل مسع شويق خي خلع شويق بوغس ناخ ما بوي ويخل بوقش بوي ناخ شابيك مبازي ديكاش تخن ديانا امامنت تعم قال ارسون الله يدين ايتوش حديث القدسي دو اس حديث القدسي مبوغش تقويق نبريمير شادلچنا حريز خلي بوغ هاي ادم وابوغ شادلچن حريز خلي شاسه پرخ دي دوابو شادلچن ريزي خل خاستم باشين شاسه پرخ دي دوا شين جرجي ويوشاو ام بقدو شادلچن تو امت بن حقي اعوال حجي
شائق سن ودي تروح ودين شغل داس بوغ داس ودر واه تأقى شادل شو صون خوشر دات صون بوغ دال إمامنت يو حجلاني يو قيت عمامنت يو ورعنشر إتنو يوغ شيز دال ورعنشو دويش دويك شي سيلا دوش ورعنشو دوش خويش دوش دول إتشو بو دال شاشو زور دات موترشن بوغويك شاشو زور دوش مدو شاشو باخم تي زور دو مقشل سي تمقرش سي دوزل بالر سي شاشو زور دوش دو بو دال öyle yiyiz, saçın maşa bu sulup da golçu. Saçın maşa bu sulup dog dolçu öyle yiyiz. Tağın şa miskilç. Elhamdülillah aldi şu işe delik diye şu lahun elçe. Dala miskillit ziye bilgil vaqan oltak weexli şoşwat. Dala mokşillit bilgil vaqan oltak ziye i tonkşli şoşwat. Dala tanıman ziye bilgil dahmadu ve وين حدلچن خاستم بديش تو بوصل بنخدلا داتي نجحسن بوصل دينجر ارادل بوصل دينو بو خطدش شو ديون وي قومن تحم ديكنيك حي خير شدوق مثلا بو شين دلچن خاستم بيش داتشو примерно باز الحمد لله اول شتا تدقر يوخ تقول دين قومن صحيح شدل غيش بولناغ بات يناخ سون خارتخيت سون خارتخيت سنديلا بجري شين بيبي كوسوك بي أنا يا تحكر دقر خاستم بقون يا الله وشو تقوي إتن سبرخت خيدوشتو تغن نيقشتو وين عديش إتس برسي حالات شدوي شين لو ريجيون يغو صدوق عسيلو صدوق ريجيون شكو شيق ولا هو حلو بويتشي وخش دات شن دوي بقى عروقسو نوخشي شو أحسن دايوش رزويتيات نوخشي شو أحسن تو يش سترويك يش قيش دات دايوش رزويتيات شن طولش موخ باشن أنا متى قيتي شو سنديلا تغن لير هو زامنح تغن لير هو بش علقة دالا ويخ إن هي تنبين سأقولوا أسيوشي دال ويخ إن هي تنبين إيمن إتس بش علقة ويدعونا سيسس دويتش ويدعونا عاموش ورعان عام دويتش عاموش ولشن سبورت عاموش جرستو عاموش ولشن أونيفرسيتيش ويقام بلوسي دويتش رزويتي دويتش باش هو انتان ده وديك اويلش وديك قتش سمنا قيتي شو سو واتشن سو كدي رويت واتشن ديل دعوات سو وي لاتشكي دي توات سو كدي رويت وات سو نوخشو سبناتي اشتيو راح تغن ستعنا وجه تعم تنس دل نوخشي موت بيوتش والتقخيج اسين قاتش دات هو كدي رويت تو يا هو اتشكي دي توي بو شتتس سون سو بيوتش والموت قوية وي البوليتيزير والناس وي صديون إتشكيري أغو وي صون نادن أغو وي بوخشل يولوتشل أغون شوي إش عدايتن ويقوم دولهم ويقوم دولهم ويحلق داقي وي قودن أنشك تحم دلردو Ну, то это и есть национальная идея. Национальная идея улцу nog niet boog abaslaan. وي نسألنا إيدي بوخش نمشل ديش توي يوقتاق تعبرش بوغ وين ويوم مديتنا بوصل بخيلش عني بيات بوصل أقر حلق بوصل بخلوي شو حجل تقاش يكويات بوصل دائما نوخشي قام ديل اختيشر شو خلدو إبوخ شارعوش أوامدو إز علم زخيل حلو بوي نوخشي وي إشين خاشل مثلا دوس شين إشي آيات بخاشتا صعدات إتشين آيات أنت عاقبتن إز ديل نوقع شيء سينوش عدل كيشخل بنوخشي دائما قيتيو شي آيات بخاشتو شو يابو هون أسوي دا سنديلا إيوي عاموش بالناقبات تاوين بوصل بخلويز حلقة أقر حلقة دال آدم قولنا آدم بيغمر قولنا تويست آدم قولنا أقر حلقة آدم خلديش تو أقلويش واحد بوصل آدم خل شنو خلات ساممنت إيريراس شنو ده سعدات صدونا عرب وشتا ترك وشتا قبول جارز خيل وش ويتلس يوه أص دائما زميت الدينهم دريز خبر ديز بول بلج تهم اللخ خواج شيشان وسواج شيشان ما شاء الله ولش نقيج قام نشان أول سغزير سلطان ما شاء الله ولش سغزر يوه أص يهون أولش الخاتش دات إيمن أشدوان هردين دوي يجوه سخلن بنخيت شين أول عربوش دين أمي الله سوي إيمن شو قاعد يسنهر بوصل دين سن
أشلي ظهر شيطان اللي تا بوصل الدين شن شو ويز الله شن شو أشو ولا دو قرآن بوش قميل الناس عربوش أقيي رازنيت دال قمنش قولر دال رازني قمنش قولر قلب القولر ما داس دال رازني قمنش سنديلا دال وي نقشي قام قولني دال دعنا ويتشينا حق دال ما قول نقشي وش بوصل با وش ويش والخيتسون ونقشي دلا شنو خلات سابو دال شي دين حديث يعدويز دال شي حديث يعدو ما تشوكسوز حيرت ولا توش نقدراتون شي قام عدادي تنقيش او مخوشة الجوات هنا عاطي الوال Да, султану, дицери حديث توي. شهوات دقلين بينتي سؤالا ولا شو قد هو دقلين غير ولا ديكونا. هو دو أشيك هو حاج هو حيقلع هو استمع. بس عشان زدي شو مزش ولا دوش ميجك بيس ماشي هو من ماستر Sada arolda başlan. ديكم İşte varsa ta ama allar işte qiyatsa yo daqqa oqchuvaj ala ta alit ya ala ta alt amme noqchi chu ahu har waj boshtel am halve chumsh duch da so chuatuna so qiyat ar chu bol nach baht it hat melo hudut so sholish لا هو chu shawist khul shwate إدي دموي مودرا دول شكل غوش دول ده هي جواش برقاش توجي ساما إزوري أنتيش حاني قيادة ديك لا هو ده يعطوصن проблемات إذا دي دقوا ميجر دو منصور شو ده أهتو بوال مصيري ديك شوان يا ده إيش موضوع شو آمين آمين так к словам черту ко всем словам, которые было сказано еще со времен студенческого нашего, моего прошлого, мы всегда говорили один афоризм. Нет ничего хуже, это, кажется, китайское, если я не ошибаюсь. Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Есть такая пословица, или афоризм, если будет правильно. Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. Я всегда был противником этого. Почему? Мне казалось, что наоборот, таки нет ничего лучше, чем жить в эпоху перемен. Именно в эпоху перемен можно провести много чего, исправить ошибки большие и малые. В этом есть великое благо. Это мое было понимание. Хотя я понимал и смысл этого, так сказать, афоризма, что нет ничего хуже, потому что каждый раз все, когда меняется, происходят самые большие катаклизмы. Вот. Поэтому, что касается вопроса, касаемо там тех же нордийцев, которые притворяются, или других людей, которые так усердно пытаются оклеветать или задеть представителей моего народа, эти вещи пагубные и смешные. И арабы, и все остальные, кто бы то ни проживал в этом мире, прекрасно знают представители нашего народа. Благо, примеров таких очень много и великолепно, конечно же, что все это знают. Нам бежать за чьими-то словами, чтобы они нас похвалили или сказали, этого не надо. Аллах, да, что несогласных моментов, как говорится, как бы что бы ни говорил, с черту у нас, в принципе, нет. Ну, Таумду, милла Аллах, митчана Аллах, где бы кто ни проживал, он всегда должен знать одно. Главная цель наших прямых эфиров и наших исторических баталий, так скажем, всегда заключались в одном – единство нашего народа. Всегда с первых дней я призывал и говорил только одно – вайца халдиз, не давайте, не позволяйте. Дробление
нашего народа, искажение нашей истории, забросы, искусственные вбросы, это техничная методика, ну, их называют политтехнологиями. Это методика политтехнологии, это как и нужно разрушить грамотно, без войн, без стрельбы, как можно разрушить единство народа, как можно сделать так, чтобы они сцепились, чтобы все силы уходили на то, чтобы они оскорбляли друг друга, убивали друг друга. Это приводит к многим факторам, ну, дестабилизации в регионе. Это внутренний сепаратизм, это, ну, и ряд проблем. Тот, кто знает политтехнологию, они прекрасно знают методику, рассказывают, как это делать. Я не буду, а иначе могут воспринять, что я вот обучаю или говорю, как это нужно делать. Это нормальные люди могут просто-напросто прочесть одну книгу и уже будут знать, как можно все это сделать. Я вам еще раз говорю, что с запада, что с востока, в основе своей. С севера пока нету, с юга тоже нету. Эта методика используется. Это используется, я определенные национальности говорить не буду, но некоторые личности думают, что вот их вот восприятие, что они вот делают что-то хорошее. Все всегда проводится по одной и той же методике. Ничего в нашей жизни не меняется. Ничего не меняется. Все одно и то же. Всегда. Севера нету. Имеется в виду северных границ. Почему? Потому что просто-напросто элементарные простые вопросы, которые мы хотим, мы утрируем, мы красиво говорим. Европа, Север, Казахстан, где бы то там не был, всегда будут говорить. При внешних проблемах, агрессивности мы всегда будем братьями. Но стоит вам, вот последние 2-3 дня, братья, которые с Европы мне звонили, братья, которые с Севера мне звонили, старшее поколение в основном, и говорят, эти люди, определенные люди, всегда во всем поддерживают только своих. Шудукдаш, нохчи, арабош, кечанабош, войцакмады, воегейты, войцакхилар. 1,5-2 миллиона человек — это немного, небольшое количество людей. Я не говорю какие-то политические ваши внутренние там строи и так далее и тому подобное. Я не об этом говорю. Я говорю о каких-то общих вопросах. Это не в обиду там кому-либо. Единство своего народа нужно поддерживать. Формула успеха, развития нашего региона, субъекта, нашей государственности лежит в единстве нашего народа. А пока есть дробление, любое дробление, которое вы так сильно любите, мне особенно в эфире рассказывать, про флаги, про всякие такие, знаете, европейские ценности, которые очень важны для развития каких-то маленьких микрогосударств, которые находятся в Европе, и которые вредны для нашего народа. Такие вещи для меня непонятны. Это не первоочередная цель, и она никаким образом не укрепляет наш народ. Наш, будь то братьев черкесов, или другие народы, которые стремятся к единству. Для объединения нашего народа нам не нужен внешний враг. Для объединения нам не нужен внешний враг. Хотя некоторые используют этот метод, чтобы вот объединить свой народ, мы ищем где-то потусторонних врагов в качестве того или иного. Ошибок много. И всегда они были среди любого народа. Во все времена. В Кавказскую войну то же самое было. В гражданскую войну то же самое было. Но мы допускали ряд за рядом ошибки большие. Очень большие. Какую бы вы ни брали, какой бы исторический период вы ни брали, у нас есть правые, у нас есть левые, и они воевали между собой. А погибал, опять же, ногчий народ. Сюлевох погибал ногчий народ. Кинегвох, Гаскивох погибал опять ногчий народ. Митисвох опять погибал ногчий народ. Вы задумайтесь над этим. А кто будет думать о нас?
о нашем народе кто будет думать? О нашем будущем, о наших детях кто будет думать? Курал, Суантал, вот это вот наше невежество, наша кичливость, там, да мы, да а. Нет. Самый маленький тейп соизмерим самому большому тейпу. Это маленькое без большого ничего и большое без этого маленького ничего. Еще раз я вам говорю. Сперва будут делить на тейпы. Ну, тухуму мы убираем как искусственный элемент. Мерк шсане, цер мерка бюцер бушун муахк. Цер тейп дюцер душун поддержки, ешун, гарда дешу, чо душун. Не шу хадава, шу спортсмен, санчо спортсмен, бачун, шу байрх лихайшун, шу баух лихайшун, шу сангелиндваген, санна цахилашун и так далее и тому подобное. Хаук дахват вез, он эти квартиры, ез Москва, везу бизнес, вода он. Это все пробросы. Такой же вариант пробрасывается в другое место. А потом великий кукловод, потерявший определенную сумму денег, ему всегда нужно восстановить эти деньги. В конце концов, ему надоедает подкидывать в эту кормушку деньги, и он стравливает. Я с двумя сразу не справляюсь. Уберешь его, вот ты будешь держаться, а человек прикормленный отказываться от, как говорится, нажитого или богатства этого не хочет. И что происходит? Само собой, брат идет против брата, тейп идет против другого тейпа, и происходит кровопролитие. Вот так зарождается экстремизм, внутренний сепаратизм. Потом, когда эти друг друга поубивают, этого слабого, берут другого посильнее, его убивают. И вот так весь наш народ просто-напросто исчезнет. Или же будут меняться ценности. То есть, чтобы мы превратились, ну, не знаю, какую-то, я не знаю, безликая массу людей, биомусор какой-то, который не будет иметь ни чести, ни совести, ни гордости. И потом просто сотрут. И эта родина, оказывается, исторически никогда им не принадлежала, она была нам, наша. Вот такие разговоры будут. Все это использовалось и используется во всех политтехнологиях, в разрушении любого, территориальное разрушение и так далее. Ну, само собой, я-то это более цивильно рассказываю. Есть методики, которые забрасываются, агенты отправляются, они будут подхватывать, говорить, у вас такой истории, как у вас нету, надо вот вам башлам донат по дороге, бая. Эмран, ДРС, Хейл. По дороге донат. Всем огромное спасибо, кто помогает, поддерживает, донатит время от времени. Да, саду, шубудисна, гезершка, солдолю. Эта методика используется. Ничего нового со времен существования не изменилось. Это оно было всегда. Если вы думаете, что сейчас люди тратятся на огромные, тратят финансовые затраты на то, чтобы отправлять войной танки и самолеты для уничтожения, этого сейчас люди не делают. Сейчас все технично делают, сидя где-то, управляет кем-то. Если мы этого не поймем, нас ожидает сокращение населения. Если сократятся население, само собой, всегда будут люди, которые захотят оторвать и так от нашей маленькой родины кусочек. А желающих, как мы знаем, свято место пусто не бывает. Ничего этого не изменится. Конечно, есть и более длинный путь, более затратный путь. Это когда начинают разлагать общество. Делают так, чтобы максимально наша молодежь потеряла культурные ценности. Чтобы мы сидели с этими крякушками, ботоксными чувихами, чувичками, этими челками на бекрени, как их называют, корейские,
Эш, разные субкультуры и так далее и тому подобное. Я хоть и выгляжу что настолько хейтер, я тоже иногда люблю слушать и классическую музыку, читать люблю, поэзию люблю и так далее и тому подобное, понимаете? Но любить поэзию – это одно дело. А любить там, я не знаю, субкультуру винишкотян – это совсем другое. И мы должны понимать, для чего вводится все это. Сегодня мы 1000 людей не можем собрать в эфир. Будь какая-нибудь цыпа или, да, Мош Абдуэл, больной человек, заходит, издевается, смеются, оскорбляет, бьюхает, сидят. Это же бич нашей, это бич нашего народа, понимаете? Это пагубно. Это не является главнейшей доктриной нашего народа. Но мы на этом ведемся. Это очень плохо. Я не говорю, что все должны сидеть. Нет. Но если наш народ искренне будет любить и настоящими патриотами своей родины, Аллахи, развитие будет очень сильное у нашего региона. Не позволят нас разрушить, не позволят. Посмотрите Германия, посмотрите Япония. Я не про то, что сейчас там творится. А когда у них были вот реально национальные интересы. Но Япония до сих пор стремится вот к этому, ну, своей, так сказать, национальной идеей. Я понимаю, вы сейчас можете сказать, что они не мусульмане. Да, но есть и в Германии, и в Японии принимают, благо ислам принимает. Но это вот реальный толчок. Это лучшие экономики мира. Это великолепная история. Это боевой дух, храбрость. Это войны. Войны, закаленные двумя мировыми, как говорится, 2 мировые войны. И оба они были, в обеих случаях они были соратниками. Хорошо ли, плохо, это другой вопрос. Я не говорю, что хорошо то, что они начали Первую и Вторую мировую войну. Нет. Суть не об этом. Суть в том, что национальная идея, стремление к тому, чтобы возродить свои духовные ценности, нам нужно учиться, нам нужно жить и нам нужно размножаться. И если мы это поймем, а понять это можно только Европа, Казахстан, Москва, Мича, нохчичун, нохчи вашхару. Даха алаши. Нохчичун бе нохчичун бал хирбац. Хо Европе авалах, Америке авалах, хамуахка не на сантиметр дабали чуш бац. Хат эхи юкуза аиш. Хабеш тукуза адиш. Вани, сани, пети, джанклат вандами маяцан муак. Хар нохчи муак бор. Нохчи кун хвай, дунянт эборж. Хо дунянт эвел муак мабор. Хо талеш дина, хо бас зритель вала. Хо тан Европе ашкар, хо мавина нохчи муака. Хо ква халхейн мауха. Хайбешан дацалах. Хайгергер нахан дацалах. Шеймох бизер мабац. Мы отдадим кому нужно, Шейнбешчун, Хайе, цари, вожди. Не должно быть такого понимания, такого космополитизма нету. И вы не станете больше арабами, чем сами арабы. Поймите вы это. Как бы я не хотел сегодня поселиться, я, наверное, отдал бы половину себя, чтобы вот до конца своей жизни жить недалеко от Каабы, в Мекке. Позволит мне этого? Нет, не позволят. Больше я мусульманин, чем эти арабы, которые живут там. Нет, не больше. Раньше я принял их ислам. Нет, они раньше приняли. Но несмотря на это, они никогда не скажут, он бусуб дин диз, нохчи, ач, дин лилда, хаулока, Мекка, прописки или хом. Нет, не скажут. Рицхан Белх Дубашла. В Европе жил бы. Да,
Конечно, я бы, может быть, пожил, поездил бы, но я, конечно же, предпочитаю свою родину. Я бы образование, лучшие технологии, это бы осуществил у себя дома, оказывается. Вот так вот. Да, давно я знаю об этом, знаю я свободу. Фамилию знаю даже этого человека. Есть такая тема, поэтому я о чем хочу вам сказать. Если мы сегодня будем думать не только о себе, о своем будущем, задумайтесь. Европа это хорошо. До вас всех, кто туда уехал знаменитый чеченец, знаменитый он, потому что он был непростым чеченцем, неким национальным лидером того времени. Топа Чермоев со своей семьей уехал. Власть сменилась в России, он уехал. Помогал, очень многим помогал он. И черкесам помогал, и чеченцам помогал, которые уезжали туда. Помогал. Но все закончилось. Деньги заканчиваются, имеют свойство заканчиваться. Власть тоже заканчивается. Благо, после смерти многих его родственников привезли сюда домой, похоронили здесь. Хотя сам он, я вроде бы захоронен во Франции. Я не противник Европы. Европа хорошее место для работы, для образования. Понимаете, это хорошее место. Но все заканчивается. И нужно возвращаться домой. Детей воспитывать. Девочек выдавать замуж. Парням жениться. Задумайтесь о том, что мы оставляем своим детям и своему будущему. Кому-то не понравилось то, что я зачитал, что у нас оказывается статус государственности. Да, для кого-то это просто бумага, но для официального всего мира это Конституция. Это основа основ для демократического развитого государства. Об этом многие не думают. Чтобы это понять и воплотить любую идею в жизнь, вот, нашей Родине, сделать ее могущественной, сильной, красивой и всего остального, нужны мозги, кулаки потом. В первую очередь нужны мозги. Без мозгов кулаки ничем не добьются. Понимаете? В этом вся проблема. Если мы это понимаем, у нас есть будущее. Я слушаю многих ребят, я слушал, которые высказывали некоторые утопические мысли, то есть это своеобразная утопия. Но чтобы их воплотить в жизнь, просто на готовую никто ничего не даст. Никому не даст готовый никто. Задумайтесь, что для нас хорошо и что для нашего народа хорошо. Чтобы мы снова и снова не возвращались и не наступали на одни и те же грабли. Весь наш народ единым порывом должны быть единым, а свои внутренние проблемы мы должны сами между собой решить. Осуждением, в некотором месте поощрением. Если мы будем поощрять только то, что дается силовым методом, извините, у нас будущего не будет. У нас будущего не будет. Потому что мы уважаем только тех, кто, силой может что-то делать. Не умом. К сожалению, тогда мы не построим никакого государства. Мы всегда будем где-то там в закромах сидеть, я не знаю, кому морду набить, кого наказать,
Таких государств в мире я не видел. Ни одного государства такого не видел. Примеры, да, была Спарта. Что сегодня с Грецией? Это та самая великая Греция, которая дала демократию и так далее. Там подобное. Где сегодня Греция? Гладиаторы, Древний Рим, Римская империя, которая фактически завоевала, без малого треть мира. Что с ней? Посмотрите, во что превратилась Италия. Италия такая же, фактически на грани развала имеется в виду вот, финансово, экономически далеко не самое лучшее государство в мире. Как и Греция, и Италия, они фактически, уровень фактически один. А это ведь великие когда-то империи и государства с демократией, с историей. Вот что бывает, когда ты применяешь только силу. Плохо все это заканчивается. Хорошо, дорогие мои подписчики. И история как раз-таки учит этому. У человека, как дал Всевышний Аллах, есть выбор. Работать головой или работать кулаками. Я не прошу работать только головой, убрав кулаки. Нет. Ни в коем случае. Прошу не путать мои слова. Но если мы будем учить своих детей, что нужно отдавать свою жизнь для образования, в первую очередь, и попутно с ним, если он еще будет спортом заниматься, хоккей, карате, бокс, баскетбол, разницы нету. Там на свое усмотрение. Да хоть пускай плаванием занимается и станет чемпионом мира. Я не против. Но пускай это будет хотя бы равномерно. Когда образование и образованные люди всегда в убытке, когда их не замечают, когда их не поощряют, в 21 веке молодежь подрастает и думает, чем мне нужно заниматься, чтобы я разбогател, был крутой и так далее и тому подобное. Алейкум салам. И что они видят вокруг себя? Они видят только одно. Я не хочу дальше уже повторяться, вы сами все видите. Это не просто разговоры. Это национальная идея. Это национальная идея. В истории есть один пример. Возможно, их очень много. Возьмем Японию, Южную Корею и Германию. Сегодня это одни из самых лучших экономических развитых стран. Они достигли это кулаками. Как вы думаете? Все эти страны, это страны, которые проиграли. Они проиграли все. Все войны проиграли. Германия проиграла, Япония проиграла. В обоих мировых войнах они проиграли. И когда они поняли, что миром можно править иначе, они сделали это. И сегодня ведущие страны, экономические страны, развитые страны, это как раз таки голова, это дисциплина, это хладнокровие, а уж потом кулаки. Кулаки должны быть для защиты Родины, для защиты своей семьи. Или спорт, который занимается непосредственно на кулаках. А остальное, любая драка, чужие войны и так далее и тому подобное, нет. Дайте нам 1000 самых лучших инженеров. Дайте миру хотя бы 5 нобелевских лауреатов по химии, физике, медицине, я не знаю.
ядерная энергетика даже, пускай это будет. Пускай это будет литература. Вот тогда мы можем еще задуматься над этими утопиями, которые вы говорите, сегодня не производя ничего, кроме как хорошо строить мы умеем. Да, это тема. Там что-то другое, это тема. Ну а заводы? У нас есть хоть один завод, который делает телевизоры? Нет. У нас есть свой собственный автомобиль? Нет. У нас, блин, я могу без остановки говорить, что у нас из этого всего есть. Нету. Вот, конечно, без единого выстрела. А остальное комплектующее все у нас есть. Великолепная Родина, красивая история, наши предки, наши адаты. Все у нас есть. Наши красавицы, сестры. Женитесь, наставляйте на путь, развивайтесь. Конечно, меня никто не будет в основном слушать. Я знаю, Израиль, Сумхашон, Чуав, 41 человек сейчас как бы идет к концу сейчас. Не будет слушать, это не зайдет в массы, в тысячи голов. Знаете почему? Если бы я был как Илон Маск, возможно бы, тогда бы слушали. И если бы я был чеченским миллионером, если бы я сам имел бы хорошую машину, частный дом, может быть, бы меня слушали. Потому что понятие того, что у человека может быть хороший, ясный ум, хорошие идеи, правильные решения, никого не волнует, если за спиной у него нету большого багажа. Ну, желательно в виде, я не знаю, пару миллионов, крутой тачки и так далее и тому подобное. Вот психология, которую нужно менять. Я не прошу же быть похожим на меня. Я не прошу быть похожим там на кого-то. Я прошу только того, чтобы ваши дети и наш народ завтра имел будущее. Не ведитесь на провокациях, не поддавайтесь на всякого рода дестабилизирующие моменты, которые вам будут рассказывать. Не ведитесь на то, что среди чеченцев есть хорошие, есть ли плохие. Нету хорошие и плохие чеченцы. Чеченохчи есть нохчи. А хороший или плохой мы сами у себя дома решим. Если я сегодня приду и буду говорить, твой сын плохой, ни один нохчи со мной не согласится, даже если он плохой. Он скажет, свободел. Дерез хилон, бекеля, давай хайцах, хай себя касти. А зайдя к себе домой, он поругает своего сына и скажет, ты разбил чужое окно, ты получил двойку, ты сегодня наркоманил, курил и так далее и тому подобное. Этого нельзя. Это будет уже внутри своего. Поэтому внутри своего народа свои проблемы мы сами решим. Когда не будет лишних ушей и лишних глаз. Мы сами решим свою проблему внутри своего народа. А так для остального всего народа мы должны быть, есть и остаемся нохчи. И не смейте разбазаривать то, что принадлежит вашему народу. Вы не хозяева даже 1 сантиметра нашей земли, нашей истории. Никто не имеет права это раздавать. Потомки не простят этого. Мы и так слишком много чего потеряли. Очень много потеряли. Поэтому главным правилом и правильным путем для нашего счастливого будущего, завершая наш сегодняшний эфир, я вижу только в одном. Я надеюсь, и вы тоже это передадите
своим потомкам, своим детям, внукам, родным и близким. Дугдах шусанох чупам. Деба, деша, даха. Самых три простых, я не знаю, проще быть невозможно. Деша, деба, даха. Живите, учитесь и размножайтесь. И все по воле Всевышнего Аллаха будет лучше, чем у кого-либо. Не ведитесь на всякие там рода нарнийцев, балаболов, кучкозавриков, чекиндезов, которые любят вешать лапшу кому угодно. Своих вопросов не решив, они будут все время вас накручивать, вам говорить, чтобы отвлечь вас, дабы у вас не было развития. Они сами по жизни неудачники, они пантагоны и так далее и тому подобное. Но суть не в этом. Главное, чтобы вы стали таким же существом, как вот эти безродные, не знаю, фитначи, которые всю жизнь хотят всем только злого и плохого. Ну, неудачники по жизни, они будут всегда пытаться сделать достойного человека таким же неудачником, как и они. На этом я заканчиваю свой эфир. Я благодарю вас всех. Огромное вам спасибо. ДРСХ. Я благодарю всех, кто сегодня донатил в эфире, помогал нашему каналу. Аллах дал сааду. Без вашей поддержки, без вас я бы, наверное, не смог бы ничего и работу дальше продолжать. Шудал Сейдуэл. Если я каким-то образом вас обидел словом, делом, сун Аллах интердул, дагадюшик, я не хотел обидеть ни одного человека, ни народа, ни соседей, ни общества, никого. Маса нашу ДРСХ. Постараюсь завтра сделать эфир, если получится. Не забывайте подписаться на наш канал, оставлять 1-2 комментария, когда я делаю пост. И если у вас есть вопросы, пожелания, пишите в директ, и я обязательно отвечу. С вами был ваш брат Башлам на канале Башлам 39. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах дал эту бойл, Аллах дал духдах дойл. Бусу бадош, нохчи дош, чак доула, Аллах дал пурбай. Вой цедиешана. Ежик ехкил цанамете. Адиквел.